Без проблем. Нет, ну в принципе оно так и было. Только не в Евровиконкаму в КДБ, и не на перамовы, а на справаздачу. Добрый вечер. Радио Свобода пачынае живую трансляцыю з паседжання аргкамітэту па святкаванні стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы знаходзімся ў памяшканні ўправы БНФ, і тут сёння ўвечары сабраліся прадстаўнікі бадай усіх партый, грамадскіх арганізацый, рухаў значных, якія ўдзельнічаюць у святкаванні. Гэтае паседжанне выклікана нечаканай прапановай Мінгарвыканкаму абмежаваць святкаванне святочным канцэртам альбо ля опернага тэатру, альбо у Купалаўскім парку. Нагадаю, першапачаткова планавалася, што святкаванне адбудзецца ў выглядзе 6 з плошчы Кубаколаца да плошчы Свабоды. І вось гэтая прапанова Мінгарвыканкаму сёння сабрала тут усіх значных людзей і удзельнікаў аргкамітэту. Яны будуць абмяркоўваць. Спадзяюся, абмеркаванне будзе гарачым, і вам будзе цікава яго паглядзець. Ну і мы будзем весці трансляцыю. Таксама абавязкова ў выніку возьмем каментары. Пачынаем. Так, Шпрешка в святковании Дня воли. Живая трансляция. На свободе. Шпрешка. Так называется? На свободе. А где спречка? Покажите. Вельми цікаво. Не, будет спрячка. Нормально. Нормально будет. Кто-то сказал, что будет спрячка. Давайте высветлим, что. Если льется речка, тогда будет спрячка. Такое вражение, что мы зараз обвещаем БНР просто. А может это правда, Павла? Влада валяется на земле их руки. Парада обвещения Белорусской Народной Республики. Начнем с принятия положения про дружину. В принципе, правильно. Так, ну что, начинаем паседжанне працоўнай групы аргкамітэту святкавання стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння планавалася шмат пытанняў, але улічваючы цікаўнасць грамадства да аднаго пытання, я думаю, што мы яго першым і разгледзім. Першае пытанне, якое прапануецца, я адзначу пару рэчаў спачатку. Працоўная група не прымае рашэнні, працоўная група можа нешта рэкамендаваць аргкамітэту. Все наши решения затверждает оргкомитет. Ну, еще отзначу, что тут присутствуют журналисты, тому доводится себе пристойно, коли ласка. То еще не зауважено. Да. Перше питання – это Межи пристойности. быццам бы прапанова оргкомитету от Мінгарвыканкама. Я думаю, нагушыць яе потым спадар Рубор. Ну, да, спадар. Другое питання – по дружине. Третье питання – по финансах, по бюджету, по складках. Калі у кого есть нейкія яшчэ пытанні, давайте дададзім. 5-го мы пропановывали собрать представников аргкомитетов из регионов. 5-й это понедельник наступит, 5-го зранку. Нам треба будет трошки узгодить формат. Это будет запрошение, нарада, пресс-конференция, например, костюр это обмеркование. Так может быть, это 4-е питання від зустрічі? Ну, таким чином. 4-е питання регионов. Яшчэ будуць прапановы нейкія. 5-е розне. Порядок паседжання такі. Перше – аргкамітет, його пропанови. Друге – дружина. Третє – фінанси. Четверте – зустріча аргкомітету. І розгляд. Хто за? Хто супроть? Хто стримався? Я тоді пропоную по першому питанню вислухати спадара Григора Костусьова, який тримав нейкі пропанови. Дякую, Євген. Поважані сябры, згодна рашэння мінулага пасяджэння аргкамітэта, я напомню, что мінулае пасяджэнне было 19 лютага, мне было доручено паспрабаваць сустрэцца або правесці перамовы
представником администрации. И мне удалось выполнить это доручение. Отбылась неофіційна зустріча, тому, я думаю, тут не варто називати, як це все відбувалось. Але дякуючи этой зустрічі, була дадена команда Мінгарвиконкаму провести неофіційні перемови, і на этой перемови був запрошений я. Ну, чому запросили мене, мне тяжко міркувати, але ну, так відбулося, так здарилось. На перемовах я зустрічався з Юркевичем, Игорем Викторовичем, это наместник старшины Минского горвиконкама, Скалабан Павел Витальевич, это идеолог головный, и Уральский Юрий Михайлович, это специалист. Тема размовы – это наша заявка на проведение святочных мероприемств 25 соковика 2018 года. По-перше, хочу отзначить, что спочатку была сделана заувага по складанию нашей заявки и подписантов. Один из наших подписантов не имел права ставить свой подпис, это представник БХД, господарник Вальков. Ну, тут еще есть питание. Я роблю повідомлення і все. Мне питання не задавали. Значить, перше питання. Далей ішли перемови об максимум форматі проведення мероприемств, наших мероприемств 25 соковика 2018 года. Хочу отзначить, что на первом этапе были прозвучали пропановы разглядеть пропановы по Бангалору, на что я выказався, что это не варто на вас разглядать. Я нават тут не маю жадання на ту тему розмовляти про Бангалор, тому Бангалор був одразу откинутий, що я лічу було становчим таким кроком. І в протяг розмови прозвучали наступные зауваги и пропановы. По площади Свободы. По площади Свободы мне было сказано, что на 25 соковика припадає вербна неділя, і у той частці города будуть проходити мероприємства католицькі, які зв'язані з вербною неділею. Тому виказано таке міркування, що Гарвиконкам не може сумістити ці мероприємства разом, бо заявки на проведение мероприятий от католиков уже поступили ранее нас. Это первый факт. Другое прозвучали наступные пропановы, что Гарвиконкам готовий підтримати нашу заявку, але у іншому форматі. І поступила пропанова, щоб ми зробили перезаявку, але без шести. Яка прозвучала мотивація з боку представників Гарвиконкама? 13 підписантів з'являються фізичними особами. Ніхто від юридичної особи заявку на проведення мероприємства не подав. Тому, згідно білоруського законодавства, заявка, яка подається від фізичних особ, повинна задовольнятися у тим розкладі, що там буде присутні до 1000 чоловік. Далее, нам пропонований наступний підход і пропонована наступна форма заявки проведення мероприємства. Так як 6 нам пропоновано скоротити, нам предоставляється можливість скористати 2 пляцовки, де ми повинні провести згодно цих пропонов мітинг і концерт. Первая пляцовка – это сквер або парк Купалы, Янки Купалы. Другие – это оперный театр, пляцовка для оперного театра. Коли мы погоджаемся на такую пропанову, значит, мы повинны будем предоставить новую заявку. Згодно этой заявки и згодно домовлености, які прозвучали на этой зустрічі, улады пойдуть нам на зустріч і навіть дадуть згоду на проведення цього мероприємства загодя, щоб у нас був час для підготовки. По-друге, прозвучали пропанови, що коли ми погоджаємося на цій пляцовці, буде пропонована техніка для огучування мероприємства, але техніка це буде на платній основі, буде предоставлена ахова, комунальна служба, хутка допомога на безкоштовних умовах.
І з такою умовою ми повинні погодитися, що обов'язково будуть прийняті міри для заховання безпеки удільників мероприємства. У якої-то формі буде виказана і або здійснена згодно нашого рішення, або та, або інша пляцовка. Я поки що складно сказати, але улади сказали так, що ми несем отказность за то мероприятие, мы несем отказность за безпеку удельников мероприятия, и однозначно будут приняты самые такие необходимые меры для того, чтобы забезпечить эту необходимую безпеку. Окромя того, виказані такі пропанови. При нашій згоді на такий формат мероприємства улади рихтують відкриття пам'ятного знака у районі сквера Янки Купали, пам'ятного знака братов Лускевича. Далей, уже коли я вже сійшов з зустрічі, відбувся дзвонок з Талабана, і вони навіть пропонували розглядати варіант установки на домі Урицького, тобто Володарського 9, вибачайте, пам'ятної шильди, яка знаходилась у нас на управі. Разом з Олесем Жучковым, наместником керівника нашего штабу, мы подготовили все необходимые документы, фотоздимки этой памятной шильды и передали в Гарвиконкам для розгляду. Там потребовали текст, який розміщається на этой шильді, там потребовали матеріал, з якого зроблена та шильда, попросили фотку, фотоздимок, ну и вагу, и все остальные необходимые данные. Все это в Гарвиконкаме есть. Далей. Після вот нашей тут зустрічі нам необходимо самый стислий термін прийняти таке рішення, і коли буде агульна згода эту заяву поміняти, значит, с уликом пожиданию Мингарвиконкама, значит, просьба такая, ну, попросил Гарвиконкам 5 раз уж загодя поведомил по телефоне до поступления нашей заявки, коли такое будет решение принято, как Гарвиконкам уже загодя рихтовал дозвол. Таким часом мы будем иметь больше широкий час, больше великий час для подготовки до всех этих мероприятий. Вот коротенько, что я хотел бы розповісти. Ну, а зараз давайте, коли є питання, я готовий сказати Удокладнення питання. просто може. Там прогучали ось ці турнікети, загородки, які вони... Так, прогучало у той формі, що улада буде приймати усі необхідні міри, как забезпечить небезпеку удельников. Правильно сказал. Все правильно сказали. Как забезпечить безпеку удельников мероприятия. Нам так само, ми ж планували концерт і в Прайм-холі, і Чижовка-арені. Так само зустрічався наш представник на минулому тижні у Гарвиконкамі. Так само сказали, що пропонують нам ось два варіанти. Або сквер Янки Купали, або оперний театр. Тобто Гарвиконкам прийшов до рішення, що повинно бути одно докладне мероприємство і вирішається вже супольно, де і як буде воно відбуватися. А не в той формі, що там, де виберуть одне, то вам другое місце? Нет, одно мероприємство. Сказали, що... Тобто вас прив'язали до Да, рішення? сказали, що всі хлопці все робимо разом. І ми ось зараз і поглядели і одну пляцовку, і другу з пункту гледження організації масового мероприємства, і прийшли до висновы, що для оперного театра більше підходить. Там є перед оперным театром великая пляцовка, где можно поставить хорошую добротную сцену, обсталявание, и она больше, и по-перше, есть уже привязка, ранее проходили мероприятия, там есть уже фотоздымки с хроники, а пляцовка каля Янки Купалы, она больше такая понурая, это той же Бангалор у центре города. Тому и для оперного театра... И набежеванная, закрытая пляцовка там небольшая. Там совсем... Тому каля оперного, ну, з пункту гледження, коли робити іменно це концертне мероприємство, вона підходить більше, і ми... Все, поки все. Маю питання. А
ці ўсе удзельнікі канцэрта згодны на прасторы. Ну, як я карценька распавяду, як мы бачым фармат гэтага мерапрыемства. Зразумела, што нам бачыцца, што ён можа складацца з 5 частак. Гэта калі мы робім свята, то мы адпаведна стараемся гэта рабіць у фармаце традыцыйнага гарадскога, так бы мовіць, опен-эра, дзе прысутнічаюць там, так бы мовіць, зона фудкорта. У нас ёсць тыя, з кім можна папрацаваць, каб там, ну, нейкая там алкаголь, я думаю, што наўрад ці там не будзем алкаголь, але каб там з'есці блін там, ці не ведаю, ці дранік, такая магчымасць была. Пасля арганізаваць у нас ёсць вялікая колькасць сяброў, партнёраў і рамеснікаў, вытворцаў, якія могуць прадставіць розныя вырабы ў нацыянальнай. Пасля у нас была ідэя зрабіць там зону грамадскай актыўнасці, дзе кожная арганізацыя, партыя, грамадская арганізацыя, аб'яднанне, ініцыятыва робіць сваю зону актыўнасці, дзе ты можаш там далучыцца, написать заяву, уступить у партию БНФ, ці подписать подпись за нейкай заявай, ці там погуляць у настольныя гульні. То бок тут ідэя, каб, напрыклад, кожная ініцыятыва, якая і ў аргкамітэце, прапанавала сваю невялічкую зону актыўнасці на ўсёй этой вялікай пляцоўцы. Ну і чацвёртая асноўная гэта канцэртная праграма, якая будзе складацца з выступаў там палітыкаў, грамадскіх актывістаў, дзеячаў культуры, якая будзе перабівацца тэатралізаванай часткай, напрыклад, выступ свабоднага тэатра, у нейкай там музычнай часткай, паэтычнай часткай. Ну, это все мы уже будем расплановаць, якая гэта будзе праграма. Вось пакуль што гэта так бачыцца. Да, ну і трэба вызначыцца будзе проста з якой па якой, каб мы ўжо маглі сумесна праграму гэтага мерапрыемства планаваць. У мяне прапанова такая, мы просто, здаецца, крышку паспяшаліся. Нам спачатку трэба вызначыцца, ці сапраўды была прапанова Мінаградканкама. Бо словы просто сказаныя чыноўнікамі, гэта яшчэ не прапанова. Потому что завтра этот чыноўнік можа захварэць, іншы чыноўнік можа сказаць, што мы перадумалі і так далей. Мне падаецца, што ўсё ж такі першыя перамовы наконт акцыі павінны весціся, ну, неяк больше представниками оргкомитета, старшиною оргкомитета. По-другое, рашэнні, которые прапановы, нават не рашэнні, а прапановы гарвыканкаму павінны фіксавацца. Мы уже 100 разоў бачылі, як чыноўнікі абяцаюць адно, кажуць адно, робяць іншае. Тыя з вас, хто ўдзельнічаў у апошніх выбарах, я думаю, сведкі добрыя. Таму давайте вот просто вызначымся, ці прапанова. Мы можем разглядаць гэта як прапанова. Может быть, разбить это питание на некалькі подпытанняў, каб просто было прасцей. Можна питання у сувязі з такою господаря Рогору, я так само. У мене питання, ці Мінаградканкам, гэта была яго умова, каб вы прыйшлі адзін, ці гэта было ваше рашэнне? Я якраз 21 числа знаходзіўся ў Вільні. Звычайна я незнаёмыя нумары не адказваю, тому што мы ў Вільні, але прагучала звонкоў 10. І на 10-м звонку я уже отказал. Поставився, ну, я ведаю супрацоўніка гарвыканкама, і он распавёў, што ёсць такая прапанова, запросили асабіста мяне. Им такая команда поступила с администрации. Я попросил, ці могу я яшчэ кого-то с собой запросить, сказали нет, асабіста один. Ну, раз такая умова поступила, то я был 22 числа, у 9 годин разницы, уже был там в гарвыканкаме. И домовился, что я не могу принять один решение, я повинен закласть на працоўнай группе, повинен класть оргкомитету, и уже супольное решение оргкомитета будет заведено тому чиновнику, який меня туда запрашаў, але сустрэча была на ўзроўні намеснік старшыні, Скалабан, идеолог, и специалист Уральский. Это сустрэча была, это была официальная сустрэча. А кроме того, было уже готово решение гарвыканкама на тое, что вот эту акцию нам 6 мне дозволить. Я сказал, что я не могу принять это решение, потому что я один заявников. Але я ще раз подкреслюю, что это было сказано, что это официальная сустрэча супрацоўнікаў гарвыканкама, ну и меня особисто как представника оргкомитета. Добре, шановне господарство, у меня такое адчуванне, что первый раз мы вырашили проводить День воли в Беларуси при Лукашенко. Так много нового я доведываюсь, быццам всего этого не было 100 разов и нават 1000 разов в нашей з вами сумной истории. Бо нават паперы, подписанные с Александром Лукашенко,
не каштуюць нават той паперы, на якой падпісаны. Уж когда тут нема спадара Лебедзькі, он был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, калі приезжало все кіраўніцтва России, давало свои гарантии, все были за, вы ведаете, як спокойно вели у нас диктатуру. Что тычыцца дня воли, то, например, первая моя криминальная справа начиналась с того, что в кабинете вице-спикера Верховного Совета, у нас еще был парламент, кіраўнік Минской милиции, генеральный прокурор по городу Минску, некто молчаливый, я так думаю, это кто-то был с КГБ, так, цалком погодились со мной и с Хадыком, вот, что треба акцию проводить. Один у нас были разночтения по маршруту, и они навязали нам той маршрут, которым, разумеете, мы мусили идти. Толку от этого было ніякого, только была криминальная справа. Я не буду вас утомлять, так як я вел перамовы в 2000 году, когда мы на юбилейные избирались, с Раком, начальником милиции, побач сидел Наумов, постоянно просили пробачения, что от них ничего не залежит. Я кажу про День воли, потому что День воли — это нават епархия не Александра Лукашенко, это белорусское свято, якое выкликает шаленый супротив с московского боку, и в этом есть вельмі великое пытание. И нам нельга так растрачивать бездарно тыя козырі, якія мы элементарно мели, бо мы гуляем с шулерами, и нельга так рабіць великие ставки, а зараз поставлено на кон ни много ни мало як проведение Дня воли. Тлумачу чему? Сота Дня воли надо. А? Да, сота. Чему? Глядите. Любой чиновник мусит дать отказ за месяц. Это во всех нормативных актах есть. Мы 25 студеня супольно, разом, спокойно подаем, визначивши все это абсолютно демократичным шляхом, заявку, якая в тым ліку так, улічвает и пэўныя интересы уладаў, каб яны не раздражнялись и не трассе этот человек в Дроздах, что его будут сносить 25 сакавіка, никто его сносить не збираецца. Тому одразу мы закладали компромисс. Нагадую вам, что не было на моей памяти ни в одного дня воли, так, які мы рабілі, ці планавалі, каб не было 6. Чому на 23 раз, так, или мы гэта робім, мы павінны адмаўляцца ад 6, бо заўсёды так падавалі так, як падавалі, і заўсёды так выканкам неяк в якім-то формаце звычайна все-таки давал 6. А это все дробязь. Я нагадываю другое, что месяц закончился 25 лютого. И вельмі шкада, что Рыгор Андреевич не взял письмовое решение выканкама, бо гэта был бы хоть якийсь отказ. Покуль, я выказываю позицию Руха Солидарности разом. Покуль нема ніякого письмового отказа з выканкама, то по великому рахунку нам покулі нема чего обмярковывать, коли мы серьезные люди. Потому что спадары Юркевич, Скалабан, Уральский, которые официально вели перемовы, яны ни за что не отказывают и ніяк не впливают на решение по святкованию Дня воли, особливо на 100-годие Белорусской Народной Республики. Больше того, мы зараз робим вельмі серьезную помылку, потому что практически мы повторяем ту помылку, которую оппозиция зробила на выборах местные советы. Один из шанец было призначить хоть кого-то в якости Конопатской местный совет. Это вести долгие, нудотные перемовы с Заходом, потому что никаких выборов нема, все призначают депутатов. И натурально то, что с разных структур по одному плану, так, Оргкомитет проводил свою политику в отношениях до Захода, что мы адзіныя, у нас абсолютно демократичный сценарий, который дозволяет владам так само выкрутиться. Я заканчиваю. То практично вот с гэтымі перамовамі с Уральскімі мы все подважили. Тому я пропоную завтра на пресс-конференции агучить наступные рэчы. Первое, что мы чекаем письмового отказа уладаў, каб было все сформулировано четко, ясно, что яны хочуць. Другі момент, тут прогучало про католиков. Я думаю, что на наступном оргкомитете это питание треба обмерковать, и треба звернуться як до Кондрусевича, так и иерархов православной церкви, и протестантских деноминаций, белорусских мусульманов и белорусских иудеев, бо проведение 100-годия Белорусской Народной Республики абсолютно необходно, как починалось так, как в Беларуси это принято, с добрословения. И я думаю, что треба будет просто накіроўваць некую делегацию от оргкомитета на перемовы с католическими бискупами. Раз уже тут сегодня прогучало, что влады хочуць выкарыстаць тое, что есть оппозиция, есть католики в Беларуси, ни в якім разе нельга гэта падтрымліваць, что тут неяк могут быть накладаться интересы, и такая официальная делегация так само мусіць быть накіравана. Тому подсумоўваю. Я лічу, что ніякіх покуль магчымасці абмяркоўваць
прапановы ад уладаў няма, тому што этой прапановы просто нельга паказаць. А на словах можно меркувать долго, но дотно, только толку от этого никакой будет. И сенсу так само. Я закончу. У меня только питание есть до Вячеслава. Да. То бок вы выключаете любую магчымасць перамоваў з уладай. Не. А в які момант вы збіраецеся іх праводзіць? Калі вы кажаце, што мы дачакаемся адказу, то бок пасля таго... Не, я запытваю. То бок, я хочу зразумець. Пасля таго, як улады далі, уже прынялі рашэнне, вы прапаноўваеце тады ісці і прапаноўваць ім памяняць рашэнне? Ці якая ваша логіка? Вертаю до того, что я сказал. Згодно закону, за месяц они повинны были отказать на письмовые прапановы людей, 13 заявников. Калі у них есть отказ, хай покажет. Читать я умею. Але ж не вельмі цяжка на слых спрымаць палітычныя канструкцыі, якія могуць прывесці до того, что будет отменено 100годдзе Белорусской Народной Республики в Менске. Слава, это все пригожие эмоции. Але я хочу зразумець конкретно вашу позицию. Да. Ніяких перамоў з уладай. Глупство. Я все жыццё вел перамовы з уладамі. І все жыццё яны вас кидали, як вы распавядаеце. І сэнс іх было праводзіць. Но день воли застался в истории хотя бы. Шановні господа, у меня короткая реплика вот в сувязі з тим, що у нас вже почалося. Ведаючи вже шмат гадоў, як у нас ці перамовы і розныя сустрэчы з уладамі адбываюцца, я могу сказать, что, магчыма, галоўнай мэтай вот этой информации, якая была закинута, это была посварить аргкомитет и расколоть его. Тому я закликаю просто вельми обачливо ставиться до того, что мы выказываемся, и до того, что мы будем робить зараз. На свободе уголовной довине, спречки про день воли. Вот что от нас Я думаю, что варто удокладнить все ж таки, Ригор, ты адмовився брать рішення виконкому, это так? Значит, Там було дозвол, це була відмова. Значит, было два варианта. Я забираю под роспись это решение и использую. Або другой вариант, я это не беру и ведем переговоры. А решение было уже об дозволе? Ну, это мне так сказали. заборонено. Ну, давай так, я его не читал. Мне сказали, что есть два варианта. Або мы тут ведем переговоры, або решение даем на руки, об забороне 6. А в забороне? Все, ну, в принципе, не удокладнение. Ну, не дозволишь. Не дозволишь. У нас на мерапрыемства засталося 26 прыкладна дзён. Калі мы сёння не прымаем, просім адказу, мы гэта расцягваем на тыдзень-два. Мы не можем принять все. У нас застаецца наогул пасля 2 тыдні, калі мы наогул нічога не зробім. Зноў гэта нам не дазволілі, гэта забаранілі, у выніку мы прыйдзем за тыдзень да мерапрыемства, калі нічога не зразумела, куды ісці, што рабіць. Я прапаную сёння дакладна прыняць праграму мерапрыемства, заўтра падаць заявку і ўжо заўтра пачаць рэкламаваць гэтае мерапрыемства. Бо у нас, на жаль, вельмі мала засталося часу. Калі мы будзем адмаўляць, дазваляць, гэта нам не падыходзіць, трэба вырашыць, альбо мы пагаджаемся з гэтым, альбо не пагаджаемся і робім, як вось першапачаткова было. Таму што часу як бы мала і альбо нічога не атрымаецца, і мы зусім змажам святкаванне 100годдзя, яно ніякім не будзе, зноў будуць ну, ніякім просто не будзе. Ні прыгожай картинкі, ні прыгожы свят, ніякага настрою. Скажите, по часе обмежевания нейкие на гэтае мерапрыемства не давали? Нет, такой размовы не было. Мы можем пачаць з раніцы и скончить до вечера. То бок на целый день развести там... По часе мы не обмерковывали, я не могу сказать. Что-то и яны патрабуюць, каб 13 заявников откликали заяву, и мы можем просто знайсці новых 13 человек и новую заяву. Подать новую заявку. А для организации? Что? Нет, там два варианта. Ситуация такая. Мы подали 13 заявников як физичная особа. Згодно даденной нашей заявки, в нашей мероприятии могут удельничать 1000 человек. Як юридичная особа от нас никто не подавал. У меня была такая размова, а чи могу я подать як старшиня партии БНФ або громадського об'єднання БНФ «Одродження»? Да, я могу подать. Я могу подать як старшиня громадського об'єднання БНФ «Одродження». Это буде вже подачена заявка від юридичної особи. Там уже інші нормативи, інші підходи, інша кількість людей. Але я хочу, щоб це була наша супольна заявка, тому що у нас є оргкомітет. І не хочу виділятися, яким-то чином виділяти партію БНФ. Я маю на увазі просто, коли ми знайдемо нових 13 чоловік з тих самих структур і подадим паралельную другую заявку. Для того, каб все ж таки бути упевненими, що вони нас не кинуть і дочекатися тоді виніку по новій заявці. Але від юридичних особ. Зачного ж від юридичних. Просто є соціал-демократи один, знайдемо другого не чоловіка. дурите себе головы. Я хочу сказать о времени. Вайтюшкевича не будет, он уже в Варшаве.
Не, мне кажется, 95% что Вольского не будет у него в Белостоке, в филармонии. Если с каждым днем мы минусуем какого-то артиста. Но мы с ними еще можем домовиться, Да. когда мы сегодня-завтра Да. будем ведать. Если 20 марта или даже 15 даже нам там разрешат шествие, все, фактически не будет концерта, сцены, мониторов, звука. Это просто физиологически. Уже не говоря про фудкорт, биотуалеты, игры и прочее. Поэтому здесь вопрос времени. Каждый день это минус какая-то вещь. Это чтобы все знали и все понимали. То есть у нас Можна уже до не вас будет- питання, Едуард? А чому я ще 3 місяці тому назад ведал, що Вольський буде в Білостоку, а ви не знали? Мы с ним вели переговоры, что если что, он отменит, если 100% будет известно, он готов отменить. Но каждый артист хочет выступить, публика, Шкода, что- деньги. Он ждал, мы с января вели сами переговоры. С января нас морозили. Я не за читав месяц. інтерв'ю Вольського на «Свободі». Добре. 2 месяца нас морозили и сказали Добрый, тоже, добрый день. что проводиться вот там или там. У меня одно замечание по поводу не ответа в течение месяца на обращение. На самом деле, какая разница, они могут не ответить, вы ничего не сделаете. То есть, да, они не ответили, пройдет еще полмесяца, они ответят, не ответят. К сожалению, есть такой факт, и мы ничего сделать не можем. Мы даже не можем привлечь по закону, в принципе, чаще всего. В прошлом году такое. Поэтому сейчас обсуждать на то, что они должны были ответить, они не ответили, это просто трата времени, и она ни на что не влияет в контексте обсуждения организации мероприятия. Это просто момент как человека, который постоянно пишет Тем обращение. более, что по закону о массовых мероприятиях не позднее, чем за 5 дней до массового мероприятия они должны дать ответ. То есть они вообще... В прошлом году мы Да. помним, как это было, и поэтому обсуждать это еще раз, это глупо. Второй момент. Как человек, который сталкивался с коммерческим проведением мероприятий, провести мероприятие меньше, чем за месяц, очень сложно. Сейчас вопрос. Мы рассматриваем все-таки шествие оппозиции, протестный марш, короче говоря, демонстрацию протестную, и тогда мы можем рассматривать еще... ходить уже... Все. Этот вопрос риторический на самом деле. Либо мы все-таки рассматриваем праздничный день, который мы хотим привлечь не только людей, которые и так каждый год приходят 25 числа к Академии наук и идут пешком шествием к Бангалору, а вообще других людей, которые, во-первых, чтят историю, которые хотят прийти на этот праздник, хотят увидеть людей, которые тоже хотят прийти на этот праздник. Дай Бог, чтобы была хорошая погода, выпить чая, съесть этих блинов, погулять, послушать музыку и уйти с хорошим настроением обратно. Если да, то анализируя ответы и комментарии в социальных сетях сегодня по поводу вот этого решения с Октябрьской и парком Янки Купалы, хочу сказать, что многие пишут действительно, что это в принципе феноменально, что город предложил такие условия. Они шикарные сами по себе. Площадка на театре оперы и балета, она сама по себе очень хорошая. Во-первых. Во-вторых, снесли сейчас ВДНХ, там еще есть продолжение площадки. Видно с Зыбицкой. То есть, как площадка, это одно из лучших мест на данный момент для проведения мероприятия. Парк Янки Купалы, вот мы сегодня с ребятами прошли, он хорош, но он камерный. Парк Янки Купалы — это высокие деревья, это ограниченная площадь, которая идет к воде, и это небольшая площадка возле памятника. Шествие, скорее всего, нам запретят. В лучшем случае было 2 варианта. Либо от установки шильды, либо, опять же, запрещенное от Якуба Колоса. Если его не пиарить и не продвигать, в любом случае какие-то минимальные шествия будут. Централизованные, на мой сугубо личный взгляд, сейчас нет смысла проводить по причине, что это... скорее всего, только ухудшит общее настроение, приведет милицию, ОМОН, автозаки и так далее, и так далее. То есть, да, многие говорят, соглашаться с правилами Мингорисполкома, это как бы с одной стороны неправильно, с другой стороны, если есть возможность провести один раз, но хорошо и качественно, что, такой возможностью, я считаю, стоит воспользоваться. Можна задати питання? Меня вже згадали. У меня вельми конкретное питание. Что перешкоджало сьогоднішнім владам уже дать дозвол на то, что они хотят, по-перше, и по-другое. Откуль вы знов таки взяли, что не будет решения виконкому, не дозволить нам то, что быстро бы зараз дозволяют. Так мы вроде как уже 20 лет это видим на примерах прошлых лет. Это мы 20 лет видим, а не вы. Это бачим. Поэтому вы предлагаете пойти по точно такому же маршруту, варианту, который был 20 лет до этого. Я предлагаю все-таки, возможно, где-то, так сказать, прогнуться, как я думаю, вы хотите мне сказать, и сделать так, как предлагает Мингорисполком. Я уверен, что Комитет госбезопасности, администрация... Давайте только по одному. Это хороший камень, да. Я на правах веду, пару слов вставлю. Давайте просто,
визначимося. Ніхто ж не супереч, що потрібен там класний концерт, час і так далі. Питання у тим, чи можна вірити пропановим гарвиконкамам. Тобто, зараз, одну хвилину, ні, я в принципі кажу, тому що питання риторичне. Яны пропонують переписати заявку. Тобто ми переписуємо заявку, вони там розглядають її, можуть дати відказ, можуть не дати відказ. От у гэтым питанні, тобто, що ми зараз обмірковуємо. Моя думка, що прапанову в принципі нема. Коли б ці прапанови були оголошені перед журналістами, у письмовому вигляді, не зафіксовані документально, це прапанови. Можна розмовляти, можна вести перемови, але їх не було. Добре, господарство, я все-таки думаю, что тут варто звернуть нам увагу, что 100 годов тому БНР была обвешена по одной простой причине, что смогли домовиться. Веленчуки с Менчуками, БСДГ там, с БХД там, и так далее, то есть смогли домовиться и все-таки по составчику ночь сидели, домовились и народили незалежную Беларусь. И у меня пропанова, першее, прийняти, що ми тут не починаємо ніяких сепаратних рухів. Ми до упора, до перемоги спробуємо досягнути ось цього самого агульного рішення, супольного рішення. Розумієте, коли потребується тиждень сидіти, як там папу римського вибирають, і білий дим іде, давайте так і будемо робити. Це ось така пропанова, так? Другое, значить, я так само думаю, що робити вигляд, що ми нічого не отримали, ну, можна так якби потягнути час, це буде погіршати становище усіх. І Гарвиконкам, ну, якби, і він так само там приймається якесь рішення, може там узгодняється з Москвою, психануть і скажуть, що все, тоді ми забороняємо вам, і глядите, що хочете, то робіть. Я пропоную, що все-таки варто узгоднити склад перемовної групи. Господар Ригор телефонує і говорить, офіційної пропанови від вас не було, але ми почули вас неофіційно. Ми готові, як люди, які мають супольне рішення всіх організацій, супольне, ось це і посунуло їх на такі пропанови, да? Супольне рішення, і ми готові з вами прийти, сісти, кольки треба часу з Гарвиконкамом узгоднити той відказ, який ви нам дасте. Я, наприклад, пропонував би від Якуба Колоса до оперного театру, ми обмірковували це і у БХД так само, так? Це компромісна пропанова отримати. І обміркувати ось такий компроміс. Тобто, глядите, ми спочатку хотіли ось такое шестя, да, від Якуба Колоса до незалежності. Після, обміркувавши в оргкомітеті, пропонували ось такое. Зараз нам Гарвиконкам говорить неофіційно, ми даємо вам ось такое ось, і погоджайтеся худшей, тільки худшей погоджайтеся. Давайте прийдемо і скажемо, ну добре, апошнє, значить, там, скажемо, наше слово, ось таке ось. Давайте так, щоб нікому не було кривдно. На Якуба Колоса ми збираємося, йдемо до оперного, проводимо концерт, загородок не треба. Ну, грубо кажучи, так? Значит, и размовляем с ними. Потому что, разумеете, их мета, это как, грубо говоря, радикальные были на Якуба Колоса, там будут все журналисты, там будут, как герои, которых будут саджать, або не саджать, а штрафовать после, да? А другие, которые погодились в загородках, значит, коля Янки Купала, або коля оперного. Эта картинка выгодная Москве, эта картинка выгодная белорусским уладам, один, кому она не выгодна, это белорусский народ. Потому что все будут плеваться и казать, ну, они поделились. Полова белорусов будет за героичных лузеров, другая за респектабельных здрадников. Як это у нас постоянно опошние годы бывает. И я выбачаюсь, вот тут это наша с вами отказанность, что мы не смогли домовиться. Тому мне пропонова сформулировать группу, сформулировать позицию, пропонову по маршруте, і протискати її всіми магчимими способами. Тое, що вони зараз подалися і вже ведуть такі перемови, свідчить про те, що тиск магчимий, він проходить. Давайте некілька днів потратимо все-таки і зробимо. Коли це 1 сакавіка, наприклад, буде з початком весни готова домова, переконаний, що це магчимо досягнути. Тоді всі, да. Давайте по черзі, красиві, тому що вибачаю. сидіть зараз. Рух за свободу і Ну, позиція руху так само. Нам і країні, людям треба свято. 6 у нас були, нас били, а плюс реальний процес перемов починається. Треба свято. Конечно, не хотелось бы, как обложили, скажем, рамками, наставили металлоискателей собак, издевались над людьми, бо это будет сапсовать. Есть магчимость розмовляти, будемо розмовляти. Рух готовий долучитися як юридична особа, тобто підписатися під заявкою. Виталий. Я хочу... Вот сегодня нема Ярося Губаревича, с которым мы были разом на встрече международной, и он по доручению оргкомитета знял это питание. Я хочу вам сказать про то, что улады озвучили сегодня для представников оргкомитета, и они так само озвучили для международной супольности, до которой мы так само зверталися на самом высоком уровне, мы ведаем неофициально, ну але не публічно, скажем, але офіційно робилися запити про те, щоб не була розогнана, не було ось такого повторення
збиття людей 25 сакавіка, як було в тому минулому годі. І зараз, коли тому я переконаний виконкому і ідеологам вірити нельзя. Але ми політики, і ми повинні улічувати так само дві околічності. То, як ми будемо виглядати у очах людей, і то, як ми будемо виглядати у очах тих, до кого ми зверталися, щоб отримати підтримку, коли, скажімо так, м'яко кажучи, просили у владу не пойти на заступку оргкомітету. Коли ми відмовляємося від цієї пропанови, це буде незрозуміло нікому. Уже потім я вам хочу сказати, зрештою, треба послухати тих людей, які, виказуються, це наші активісти, бо сябри в наших соціальних сітках, во всіх це в основному, або ті, хто читають незалежну пресу, це активісти. І там розклад такий, що на по перших голосуваннях на більше за 50% людей виступає за то, щоб це був дозволений формат. Тому я підтримую. У БХД Павла вже озвучив, у нас є така пропонова все ж таки, як поспробувати домовитися на то, як було 6 Куба Колоса до оперного театру. І треба сформувати справді таку делегацію. Як мага худшее не відкладати до наступного понеділка, оргкомітет можна скликати у середу, наприклад, і просити Григора, щоб він домовився, як мінімум, щоб старшиня оргкомітету так само все ж таки уваходив. Це була репрезентативна зустріча з Мінгарвиконкамом. Таким чином ми так само і Гарвиконкам, і білоруські влади, коли яны уже озвучили гэта. Это озвучено публічно. Коли не на СМИ, то на міжнародній супольності. І тепер, коли яны, это уже при свідках буде, коли яны обмануть публічно, это буде, в принципі, это цілком відказність буде на їх не лежать, і цілком, в принципі, зрозуміло будуть ті люди, які будуть проводити несанкціонованне шествие в этом випадку, да, і ми з вами, коли ми так само до этого будемо долучатися, йти, тому що тут уже в неприглядному світлі будуть білоруські влади. От я прошу эту міжнародну так само околичність і міркування людей, хоча в соціальних сетах улічувати. У меня просто, я долучаюсь до этой пропановы собрать у середу позачерговий оргкомітет, бо зараз ми просто не маємо повномочия, щоб прийняти рішення. До середи просто обміркувати це в своїх осероддях. І коли в цілому казати, то пропанова Павла Северинця, мені здається, достатково слушною, тому що далі вже йти, мені здається, не, відмовитися цілком від шествия неможливо. Тоді вже ліпше вогуль нічого не робити. Я продолжу, опять же, немножко про официальное и неофициальное. У нас нет официального ответа на это обращение, но у нас есть вот эти все публикации в СМИ, включая Тутбай, где, в принципе, вот в заголовке указано, Мингорисполком предложил оппозиции отметить шествие и конкретно отметить столетие и конкретные места. Это намного лучше, чем официальный ответ, поверьте. Это публичный, можно сказать, публичное подтверждение того, что Мингорисполком готов идти на то-то. И ему уже отвечать в последующем. Лукашенко заявил, что настоятельные выборы будут самыми суверенными. Мы сейчас говорим не про выборы, мы сейчас говорим я кажу про подход влади, коли Лукашенко заявляє, будете просто як вибори, то будемо підманувати. Що ви тут? Давайте Після виборів просякують санкції, що немаловажно. Я хотел сказать, давайте читаю мне падаецца, што ад агароджы ўлада наўрад ці адмовіцца. Калі вы паглядзіце любое дзяржаўнае мерапрыемства масавае, паўсюль яны на свае стаць. І тут як бы і трэба ілюзіі ад агароджу розных. На Чорнобыльскім шляху не зняли агароджу. На Чорнобыльскім шляху минулого года пасля дня воли. Закон консолидации оппозиции отменили свои незаконные решения. Я очень быстро про ограждение, просто объясню, как это происходит с точки зрения организации мероприятий согласованных. Были джазовые вечера на площади Свободы. Первый раз не было ограждений, потом пришло больше людей, появились ограждения. На следующий год ограждения убрали. Почему? Потому что прошло мероприятие без эксцессов. Не было проблем с милицией, не было проблем с скорой. Они предоставили документы и под свою ответственность использовали это. Мы предлагаем первый раз мероприятие. Я почти уверен, они будут согласовывать и рамки, и вот это все, то, что я дико ненавижу, я об этом всегда высказываюсь публично, что это унижение. Но, к сожалению, они, скорее всего, это предложат, и отказаться от этого мы никак не сможем. Просто первый раз происходит мероприятие такого. Калі мы зможам адмовіцца ад агароджы, гэта будзе цудоўна. Але калі яны паставяць ультыматум, што не трэба гэта ўспрымаць як негатыўна і казаць людзям, сёння трэба казаць, што ёсць на ўсіх мерапрыемствах яно такое бывае. І другое пытанне наконт
юридычна хто. Калі это фізасобы падаюць, ёсць абмежаванні. Да. Мне падаецца, што все ж таки лепш, калі гэта юрасобы будуць падаваць. Адна ці дзве. В самой справе розніцы нема, тому що все залежить від політичного рішення влади. Нет, а брать в аренду сцену. Так, давайте мы просто зараз будем оглушивать конкретные пропановы и за их голосовать. В принципе, мы тут все... Добре, я могу сформулировать то, что я можу. Дозвольте, Євген, дозвольте пару слов скажу. Значить, шановні сябри, ну я все выслухал и решу, что сапраўды складывается уникальная ситуация, только нюансы относно этих огорожев и проверок. Мы сегодня были в одной амбассаде, и мы 40 хвилин туда проходили. Тому это ничего, это теперь у этих умовах это как бы нормальная ситуация. Про нас треба не так тепло, Дарбикова. Альбо зброї, да, правильно. Я думаю, что Будем ходить у лайка. Израиля. Так, я далее. Я вас усіх вислухав і лишу, що у нас есть выбор, коли мы выбираем самое главное. Самое главное это повинно быть свято. И тому, ну, я бачу вот по ваших меркованиях, ваших выказываниях, что мы можем погодиться, але мы можем просить шестя, нават не от Якуба Колоса, как уже их супокоить. Потому что для их площадь Перамоги, проспект, это самое для их это святая корова, вы разумеете? Мы можем пропоновать шестя. От Янки Купалы, как мы... Нет, так вы не смейтесь. Вы не смейтесь. Потому что... И до оперного театра. Предложение хорошее с перекрытием улицы, которая мне нужна будет в воскресенье. С прикрытием, конечно. Вот А там мост, там по-другому не пройдешь. Там по безопасности как-то не пройдешь. А коли... Рабачик, давайте хотя бы по 4 раза вы сказали. Владимир Прокоп, скажу. Я хочу, каб мы зразумелі одну, як кажуть поляки, подставовую рэч. Чаму такая нечаканка ўвогуле адбылася? Ніхто ж з такого сцэнара не чакаў. Чакалі ўсе чаго? Бангалору. І далей сцэнар зразумелы. Хто згодны ісці на Бангалору, ідзе на Бангалору, хто не згодны, ідзе на Каталіцкую плошчу. Так разглядалася так. І раптам вось гэта. Чаму яно? Не таму, што за нас там нехта прасіў, і як сёння нам распавядалі, што вот і вы попросили, мы зрабілі, мы пайшлі, і та інфармацыя, якая прагучала ў СМІ, была сёння там таксама даведзена, прычым она даведзена была з вуснаў не шараговых нейкіх гарвыканкамаўскіх супрацоўнікаў, а ад чыноўніка вельмі высокага рангу. Так што гэта як бы інфармацыя мае пад сабой падставы. Чаму такое здалася? Гэта наша з вами перамога, вось што гэта такое. Разумееце? Калі б яны не разумелі, не цямілі, каб не было таго досведу, што вы не робіце, куды вас не пасылаеце, тыя людзі, якія не хочуць гуляць па сабачніках на свят, і адзначаючы нашы нацыянальны свят, ідуць туды, куды яны лічаць прайсці годным для сябе. Яны разумелі, што такі самы сцэнар паўторыцца і цяпер, незалежна ні ад чаго. Што нехта згодзіцца, а нехта пойдзе, не леючы на амапы, спецназы, на дубінкі. Вось вынік наших з вами все-таки высілкаў у гэты час. Это перамога. І не легазей абысціся абы-як. Вот. І перш за ўсё, вот тут і на аргкамітэце взяць і парваць. Таму нам прапанавана, што перамовы. Вот што нам прапанавалі. Нам пакуль што не прапанавана ніякае рашэнне. Калі прапанаваныя перамовы, мы не можам ад іх адмаўляцца. Але кампраміс, я пра сёння это казаў, ёсць не тое, што вы нам прапанавалі, і мы тут павінны хапануць, але гэта паступовы шлях перамоў. Значыць, адзінае, што нам трэба зрабіць, это сфармаваць перамоўную групу, это неадкладна зрабіць, хоць сёння працоўная у нас група, і з гэтым пайсці, выпрацаваць план. Я згодны з тым, што мы не павінны адразу атакаваць, ах, якая радасць. Насустрач павінна
быць нейкая наша прапанова. Я згодны з тым, што мы можам прапанаваць 6, ну, не ў тым фармаце, які мы прапанавалі. І мы нават... Нельга зараз казаць, чтобы со ступенем. Так. Але на сённяшні дзень про это не казаць. Мы просто прыходзім і ў працэсе перамоў, шукаем аптымальны варыянт як для іх, так і для нас. Я бачу толькі такое рашэнне, каб мы тут не перасварыліся. Зараз, значит, адны за тое. Я згодны з хлопцамі. Я вас разумею, хлопцы, вам трэба это ўсё аформіць. Але апроч гэтага, апроч таго, каб это было ўсё прыгожа, яшчэ вельмі важна, што мы упрыгожваем. Ну, прасцей сказаць, што ў гэтай абгорцы за прадукт мы падаем. Ці это проста танцы з песнямі, ці ўсё-такі гэта ідэя нацыянальнага свята, ідэя нацыянальнай незалежнасці нашай краіны. Дзякуй. Шановні сябры, я цалкам згоден з Владимиром Прокоповичем, это наша перамога, тому что сапраўды знайшліся люди, якія на собачник не пайшлі, что-то про іх бы не писали, ту ліку некаторыя присутныя в интернете, мы провели бы это свято годно. Улада апынулася перед выбором, або у гадавіну стагоддзя незалежнасці збіваць людей на проспекте незалежнасці, або шукаць нейкі кампраміс. Яны зараз змушаныя намі да кампрамісу. Яны пачалі перамовы, пакуль нефармальныя. Я хочу зрабіць сур'ёзную заўвагу у бок Рыгора, якога я вельмі паважаю. Рыгор, ты не меў права туды пайсці адзін. Яны табе сказалі, хай там чыноўнікі для не ведаю якого зроўню, ты вышэйшы, ты лідар адной з апазіцыйных партый з такой гісторыяй. І некія чыноўнікі тебе поставілі умову, вы павінны прыйсці адзін, і ты паслухаўся. Нема магчымасці сабраць аргкамітэт, і ось мы стварылі рабочую групу. Два са старшыні, пашлі пудрок, плеваць на іхнія умовы. Ось. Не дык не. Далей, што адбылося? Нам тады, атрымоўваецца, зрабілі нефармальную прапанову, якую фармальна пацвердзіць немагчыма. Усе гэтыя размовы з амбасадарамі, размяшчэнне інфармацыі, якая невядома адкуль узялася в Дубаі. Это все ніякае не пацверджанне. Бо потым, калі яны захочуць перакруціць, Маккей сустрэнецца з амбасадаром і скажа: ну, конечно, я же, конечно, очень поддерживал, но, понимаете, команда Шуневича там и Вакульчика победила. Вот, это, як пожартовал сегодня Павел Акаевич, ну, ястребы склявали голубов. Вот, черговый раз. И черговый раз отбудется подман. Мне вельмі насцярожва, што они прапануюць нам зараз. Они прапануюць на нефармальную прапанову отказать формально, по сутности скасовать нашу заявку. Глядите, что потом отбудется. Мы пишем другую заявку, приймаем, просим концерт у парку. Все, отлик начинается от этого. Все забыли, что было. Оппозиция просит концерт у парку. Пробка. И далее тогда они могут уже начать гандаль. А могут просто без всяких этих за 5 зон нам сказать: ну зачем вам этот парк? Понимаете, есть же гораздо лучший парк. Вот смотрите, там Дружба народов, там такая большая площадка. А тут, понимаете, возле оперного у детей сейчас спектакль детский. Они же будут расходиться. Это даже их безопасность под угрозой. И тысячу інших причинам. Тому, даруйте, я завершу, тут никого не припиняю. Даруйте, вы тут не наместник старшини оргкомитета. А вы присутствуете все на рабочей группе. И тут я старшиня. Кидаю слово. Старшиня оргкомитета, старшиня оргкомитета у нас Спадар Горецкий, нагадаю вам. Спокойно говори, так. Не треба... Тому не перепиняйте меня, коли ласка. Вас ніхто не перепиняв. Так, блин, ви збили мене з думки, я не Тепер, добре, тоді я протягую. Шановні сябри, на неформальну пропанову треба сапраўды нефармальны адказ. Група ствараецца, і мы гатовы весці перамовы. І пачынаем мы гэтай перамовы з таго, што вітаем іх, дзякуй, што вы это самае зрабілі першы крок. Мы таксама гатовы рабіць крокі на суд. Давайте садіцца і размаўляць. І таму я прапаную сёння рабочай групе надаць статус оргкомитета, бо тут ёсць, даць слово спадару Купаву, как он уже вел посещение и давал слово, ці не давал.
И вот тут есть большасць организаций. И на этом оргкомитете принять решение об створении группы для перамоў, дать ей полномочия, а Рыгоркой поведомить это своим этим там визави, скажем так, и пошай працаваць. Все. Я думаю, что як мы спланували нашу працу, так и ідзе нормально, без всяких, давайте, эмоций. Сформуем группу перамоўную, допустим, с 5 человек плюс 2 журналисты. Там, ну, як вы полічите? Абсолютно підтримка журналістів, фіксували Вот. більше на відео. И таким чином завтра мы приступим до этой працы. Я хочу все-таки отказать на питання. Мой бог прозвучало питання. Так, І так серйозно, сказать, да, незадоволення, чому я пішов. Тому я хочу отказать. Господар Миколаевич, 19 лютого 2018 года відбулося посядження Аргкомітету Стогодня БНР, на яким ви, на жаль, відсутничали. І Аргкомітет 19 лютого доручив мені про голосування провести перемови, найти махчимости провести перемови. Я этой махчимости нашел и пошел туда по запрошению. Это было доручение Аргкомитета. Тому прошу спочатку доведаться, запитаться, а тоді робити попробуй. Ну, и яны ж позвонили и умовы поставили. Ну да, але доручення Аргкомитета було мені. Тому я пішов туди, Господар Миколаевич. Все нормально. Зрозумів, добре, я звернув вашу інформацію. Але варто було все ж таки туди одному не ходити. Если бы дали доручение пойти с Миколой Сладкевичем, я позвонил Миколу Сладкевичу. Аргкомитет. Можна було взяти любого чоловіка. Там была группа сформирована для перемоги. Читай протокол. Читайте протокол, Господар Машил. Нет, передусім, шановні колеги, Алексей, по-перше, я хочу сказать, что Господар Рыгор не вел никаких перемов. Ён сходил, ён атрымаў информацию, и ён нам ее переказал, и мы приймаем решение. Тому указывать Господару Рыгору, мусил ён ходить, не мусил, Господар Микола все-таки не вы будете. Виконував рішення Аргкомітету, Господар Микола. Добре, коли таке рішення Аргкомітету було, я записую, це рішення. Я, на жаль, не здолів туди бути, Калі да сутнасці у іншій країні був. Шановні колеги, я лічу, што, канешне, перамога у нас хапае, вось гэта таксама чарговая перамога, але мы таксама павінны разумець, што рухала уладамі, калі такая прапанова на сённяшні момант для нас прагучала. Канешне, ім невыгодна, каб была непрыгожая карцінка. Абсалютна натуральна. Але гэта не значыць, што мы можам ім на сённяшні момант дыктаваць умовы і шантажаваць іх вось гэтай карцінкай. Мы павінны разумець, што сутнасць прапановы гэта памяняць фармат. То бок нам прапаноўваюць іншую рэч. Мы прапаноўвалі 6 як асноўны такі элемент, яны прапаноўваюць канцэрт. Я думаю, гэта звязана з тым, што тэма незалежнасці для іх на сённяшні момант з тактычных меркаванняў выгодная, пратэст, у які можа выліцца 6 значна больш верагодна, чым канцэрт, ім не патрэбны. І менавіта з гэтым звязаная такая прапанова. І таму мы павінны вельмі добра разумець, што ціснуць на улады у нас ёсць вельмі абмежаванае поле. Мы можам гэтую прапанову прыняць, можем яе не прыняць. Гэта наше рашэнне. Але калі мы яе не прымаем, я думаю, што мы не будзем мець не нармальнае шэсце, не нармальны канцэрт. Цяпер давайте паглядзім на гэтую сітуацыю з іншага боку. Канешне, нам бы хацелася правесці годнае шэсце па цэнтры горада з чырвона-белымі сцягамі, мы все гэта вельмі добра разумеем. Але давайте паглядзім на тое, што у нас сёння ёсць шанец. Нема гарантый, я з гэтым таксама згодны. Але ёсць шанец, што у 100-ю гадавіну незалежнасці БНР у абсалютна годным, прыстойным месцы мы будзем мець масавае мерапрыемства, якое будзе уганароўваць, ушаноўваць і святкаваць гэтую важную дату. Куды змогуць прыйсці сапраўды дзесяткі тысячаў людзей, каб сапраўды даслаць вось гэтае пасланне, у тым ліку і Расіі, і вольнаму свету, што беларусы шануюць сваю незалежнасць. І калі ў нас ёсць такі шанец, не гаранты, я перакананы, што мы павінны зрабіць усё, каб ім скарыстацца. Таму так я падтрымліваю прапанову сфармаваць групу перамоўшчыкаў і накіраваць як мага хутчэй у гарвыканкам на перамогу. Даць ім паўнамоцтвы пагадзіцца у тым ліку на такі фармат, які быў агучаны. Калі атрымаецца яшчэ на нешта дамовіцца, выдатна.
Але тыя людзі, якія пойдуць, я лічу, што яны павінны мець мандат пагаджацца на канцэрт легальны, дазволены пры спрыянні ўладаў, як это агучана. І мы таксама павінны зараз, на маю думку, не спрачацца адносна таго, варта, не варта пагаджацца, а як зрабіць так, каб сапраўды, умоўна кажучы, ўлада нас не кінула. Як дамагчыся, каб сапраўды вось гэтыя дамоўленасці былі сур'ёзнымі і каб яны былі выкананы. Тут ёсць розныя варыянты. Мы можам дамовіцца так, што і так даручыць, і так сказаць уладам, што тая перамоўная група, якая прыйдзе, яна падпісвае заявку разам з дазволам в тым фармаце, на які все разам дамовяцца. Каб не было такога, што мы падалі заявку, яна зноўку павісла ў паветры, а ўлады ў нешта гуляюцца. Мы можам прапанаваць, я лічу, што вот на такім фармаце мы і можам якраз настойваць. Але канцэрт, калі ёсць шанец яго правесці годна і правільна, трэба обовязково скористать гэты шанец. Я литерально штрих, потому что тот, кто упустил тогда, хотя про это я чув, что нехто говорил про это. Значит, в таким выпадку абсолютно сгодно с тем, что сказал Алексей, и только тогда мы меняем час. Это будет широкое, великое святкование. Мы начинаем, допустим, ну, подумаем, в 11, 12, неважно. Але мы до 5 будем святковать. До 5? Вот так. Что, мало? Ну, давайте тогда выкладняйте. Важно, каб ужо завтра у СМИ з'явилася інформація позитивна. Яе чекають по сьогоднішніх реакціях СМИ, чекають, опозиція вновь просрет свой момент. Ці знову яны не змогуць дамовіцца. Вельмі шмат. І трэба, каб завтра прагучала нейка інфармація, што так, там, 25 буде свят, открыццё шыльды одной, открыццё шыльды другой, святочный митинг, концерт. І нам треба вже завтра сказати, що буде класне мерапрыемство, шмат шэраг мерапрыемстваў на працягу усяго і 24-го, і 25-го. І людзі далучайцеся. Все, ну, то бок, вось трэба гэты пазітыў, бо людзі, у нас, на жаль, у нашым жыцці апошнім часам мала пазітыву. І людзі якраз такі чакаюць, калі яны убачаць гэта, і гэта яшчэ будзе больш натхняльна. Тады сапраўды на гэтае мерапрыемства прыйдзе шмат людзей, якія будуць ведаць, што яны могуць туды ўзяць дзяцей, і дзіцё не атрымае по галаве дубінкай разам. І вось нам трэба, каб завтра ва ўсіх СМИ прагучала пазітыўная рэакцыя ўжо. Тады толькі не тое, што яны сварыліся і не дамовіліся, а да чагосьці канкрэтна дамовіліся. І пра гэта ўжо ў СМИ, каб завтра прагучала. Нет, это такая пропаганда. Я слушно сказал спадар Алексей и спадар Павел. Нам треба свято. Але ж нам треба визначити технічну реч. Хто буде подавати заявку? Мы ведаем, не, яна повинна быть от юридичных особ, это расширяє поле, это не 1000 человек, но может быть и 30-50, что тебе прийти, заявку вже подати. Юридичні особи не будуть. Потому что я попробовала, кожен раз будуть приходити. Ну, это гарантия для той же улады. Так, давайте мы робим наступные кроки по формуванню группы. Давайте по черзі всіх узенько скажемо. Вячеслав, Калі под заявкой подписываются юридичные особы, это для улады, скажем, так само рычаг, то, что у нас серьезные намеры, мы на себе берем отказность. Калі яны захочуць сапсаваць, закрыть организацию, для их так само на сегодняшний день нема проблем, разумеете? А для нам треба показать, что мы одины, нам треба свято, мы отсвяткуем, нам не треба провокации, нам треба отказность. Нам мы повинны показать, что мы отказные люди. Мы стомились отримати дубинками, мы стомились сидеть, нам треба свято. Это будет моральная перемога для людей, вы это зрозумеете. Ось и все. Вячеслав, на самом сидел за прошлый день воли. Ну это реплика. 2,5 года после кампании 2006 с Вячеславом 15. Не, коллеги, давайте не подвергаться. Вячеслав, наступний. Я по сутності, шановне господарство, по тих пропановах, які прозвучали. Я цілком погоджаюся з тим, що казали колеги, о том, що треба власно сформувати перемовну групу. Раз. Другое. Я звертаю увагу і персонально Павла Свиринца, и Миколы Статкевича, он в прессе это озвучил, так? До того, что было принято
решение оргкомитета на конт формата акций. И покуль оргкомитет не собрался, на мой погляд, никто не имеет права менять весь формат. Я думаю, так, что, правда, тут гучало, так, что там в середу можно терминово собрать оргкомитет. До этого можно, как в партиях, в рухах, обмерковали ситуацию. І я скажу наступне, що я зараз вельми шкодую, що ми одразу подавали компромісну заявку. Я думаю, що варто було подавати на площу Незалежності. Тоді, може бути, щось можна було б зараз обмірковувати. Тому що ти, аргументація, яку шановний спадар Ригор, ви неважно його слухали, говорив, чому нельзя площадь Свобода, і вона, в принципі, може бути прибрана нашими перемовами внутрі країни. Тому я не можу сказати зараз за рух, а лише на наступному оргкомітеті я буду категорично супротив змен початку и конца. Одиное, на что вот я, например, всю секунду згоден, это на змену маршрута. Маршрут может быть инше, для того, как не раздражать ту же резиденцию. Потому что, коли вы думаете, так, что вот зараз вы пойдете на поводу у улады и от этого отримаете концерт, ні, так не буде. Спочатку ви забороните шестя, а після уже влади самі заборонять само святкування. Так і буде. Я просто хочу еще раз то же самое сказать, что давайте не выливать детенка разом с водой, потому что ніколи, як показывает история, когда мы хотим зробити некое послание там, кажуть, городу и свету, як хотел Янукевич тогда, то концерт с блинами ніколи таким посланием не был. І тому нам треба орієнтуватися не на бліни, а все ж таки на то, щоб нечто прогучало від ім'я білорусів до білоруського народу. А концерт – це вже додаток, пробачте. Так завжди було і так застанеться. Я не говорил словцем. Я прошу прощения, долучаюся до вот того, що сказав Павел. Ви розумієте, все-таки ми ж маємо справу з народом, нашим насельництвом, городським. І дозволені улади, як законопослухмяні, то простей ідуть із дітьми, і це якби виливається у свято. Але тут є те, що многі говорили, що все ж таки треба домагатися, раз вони так уже пішли, якби дають дозвол домагатися щастя, тому що справді это уникальная дата, это историчная дата, до этого 6 были, и мы можем годно пройти от Якуба Колоса до оперного театра. И перемовная группа, я думаю, так и будет вести себе в Гарвукангам. Значит, я прапаную, што зараз перайсці да прапановаў, якія прагучалі. Я пачуў прапанову, першая, ператварыць паседжанне працоўнай групы оргкамітэта. Другая прапанова была дачакацца серады і правесці ў сераду, параіўшыся ў арганізацыях. Гэта две прапановы, якія трэба будзе, напэўна, нам абмеркаваць і вырашыць тут. Так? Значит, другое, калі будзе, вот я сваю прапанову сфармулюю, калі будзе прынятае рашэнне ісці на перамовы, и мы сможем, как оргкомитет, например, там сегодня проголосовать, то треба будет затвердить склад, раз, и ключевые моменты, на яких мы можем стоять, и червоные рысы, за якие мы не можем заходить. То есть, например, там, коли минимальный маршрут вот такие, то обозначить его. Коли это, например, Якуба Колосу оперный, або Якуба Колоса площа Воли, значит, вот на этом и стоять. По загородках, то есть, например, там не загородком, и мы это стоим, это может, в принципе, ну, там, быць червонай рысы для нас. І наконт перазаяўкі таксама нам трэба выясніць, ці мы гатовы рабіць перазаяўку, ці не. Я асабіста лічу, што не трэба рабіць перазаяўку, это ускладняе шматкрот все рэчы. Будавацца на практыцы, якая была. Я 23 гады удзельнічаў таксама перамовах з уладамі, пачынаючы з кіраўніка Малдового фронту. І было я. Яны запрашаюць нас, яшчэ пры Ермошыне, значит, Ермошын, ён, кіраўнік Менску, кажуть, мы хочем вам адмовіць. У вас есть какие-нибудь аргументы, чому мы вам не адмовили? Мы начинаем приводить аргументы, и врешті-решт они говорят, слухайте, ну ладно, добро, давайте мы вам дадим отказ вот такие. И компромиссный вариант звучал у отказе Мінгравиконкама, не у наших пропановок,
а менавіта ў адказе Мінревыканкама. Вось гэта і будзе вынік кампрамісу. Все. Іх калі яны хочуць зацікаўленыя даць дазвол раней, яны могуць это зрабіць літаральна там пасля сустрэчы. Так было шмат гісторый, калі падавалі адно, дазвалялі другое. То самае пагаварылі і ў выніку Давайте апошний выступ, потом выступ. Маленькая ремарка насчет шествия. Насколько я помню, запрещено сбор людей возле выходов из метро, подземных переходов и так далее. То есть вы изначально хотите подавать на площадку, которая по закону запрещена. Так, а в Академии наук без проблем собираются коллеги. Да, но мы говорим про то, когда они сами вам назначают. Нет, я к тому, кто-то говорил про маленький формат шествия. Кто-то говорил про маленький формат шествия от цирка, прости господи, до оперного театра оперы и балета. Его можно использовать как тот минимальный маршрут, на котором... Так, мені пропонувати зараз, щоб спиніть просто... Так, спиніть болтатню пустую. Давай, я вже сам пропоную. Пропонова, я сьогодні пишу, що, ну, у нас оргкомітет запланований на 5 число. Я сьогодні пишу, що ми можемо оргкомітет призначити у будь-який час. Пропонова призначити оргкомітет сьогодні на 8 годин 15 хвилин. Вот это пропонова і конкретно вже вирішає. От у нас аргкомітет уже Ні, у нас працовна група. Кожна у нас працовна група. Є питання, колькі суб'єктів з підписантів заявки зараз присутні. Больше, давайте, нет, перекличку давайте, зробите по списку. Давайте, да, вот по этому делу. Кого же тебе? Так, давайте просто список. Да, коли больше есть, то... Давайте хутко пройдем. Да. Мы коли есть, то я сам за комитет. Просто перелічите всі структури. Не керуйте ведучим. Ведучий сам ведає, що робити. Белорусский народный фронт. Есть Объединенная громадянская партия. Нема. Белорусская христианская демократия. Есть Рух за свободу. Есть Белорусская социал-демократичная громада Шушкевич. Нема. Двух нема. БСДПГ. Есть партия Микола Статкевича. Есть Белорусский рух. Есть Дея. Есть Рух за державность и незалежность. Есть профсоюз РЭП. Есть Европейская Беларусь. Есть Рух солидарности. Разом нема. Страна... Я его рисовался. 13 заявников, двух нема. Я думаю, что... Одного ніколи, звичайно, Шушкевич не ходить ніколи. Одного лишиться нема. Одного не могу. Мені пропонова зараз, господар Микола, почав Посіження. Ну, да видатно, я ж про це і кажу. Микола, мабуть, тепер слово я не отримаю. Відчуваю моє серце. Зараз у у нас... мені одразу пропонова. Так. Ну, коллегу пошел казати. Так, Наступну чергу. Без зауважень. Ми не закончили розглядати усі питання. Поки ви вернетеся до Мы вернемся. Не треба... Мне здається, Сергій все докладно сформулював. Ні, так давайте хутко. І назад. Зараз програємо групу, оргкомітет. Робочу групу. Так, значить, шановні сябри, починаємо працю оргкомітету. Ми просто притягуємо, тому що це все в одним. Значить, пропонується створити перемовну групу у кількості. 5 человек. 5 человек. 5. Ну давайте 6 на всякий. Коллеги, давайте не колькость, давайте ходим по персонали. Вот сколько мы домовимся, столько и признаем. Судовно. І я пропоную такі кандидатури включити в цю групу. Давайте со старшини одразу пропонуємо трьох робочих групи. А що так оно і буде, звісно. Давайте. Ну, озвучивайте. Так, значить, Ригор Костусьов, Євген, Янукевич. Нет, с одной партии уже 2 человека. Это не важно, действительные люди. Рух за свободу. Так, Губаревич чи ви? Губаревич, так? Теперь Павел. И Павел другий? Нет, это не обов'язково. Так, у меня есть пропонова Владимира Некляева. Некляева, да. Некляева. Не обов'язково. Я вам все доверяю. И Вячеслава Васильевича я пропоную. Давайте серьезно. Добрый. А кто записывает? Кто записал? Записывайте. 7 человек прозвучало, по-моему. Ну вот уже. Будет 7. Нормально? 6 детских слов. Ну, нормально. 7, нормально. Ще раз повторіть прозвище можна? Зараз он запише і... Щоб ніяка каша вийшла.
Ну, з тих, кого були названі, Господар Гор, Євген Афнагель, Павел Северинець, Олексій Янукевич, Вячеслав Сівшик, Володимир Некляєв, Юрій Губаревич. Ну, А Купава? Кольки ж можна? Хлопець? Купава. Ні, Купава не обов'язково. Ну, пропонувати була так само, ну. Ні, ну я ж можу. Ви можете відмовитися, ну 7. Я все-таки пропонував, ну, Ну все нормально, Одну голосуем. партию, 2 человека, хлопцы, все, что делают. Давайте зберемо по одного чоловіка і Білоуса як другого чоловіка, бо треба ж... Ну давайте, я не настою. Да, я згоден, згоден. саме з БНР. Давайте Сергей Спарич, он заявник и от нашей партии, бо нікого немає від нас. Сергей Спарич, он заявник. Хай буде один заявник. Ні, є заявник Господар Гор, я все Вот ж будет еще один заявник. То есть 8 вы пропоновываете? Нет, давайте Белоуса. Давайте Белоуса 3. Не будем его грамму подставлять, бо горканкам зачинить. А он не переживает за свою грамму, готов сказать. Схотів би треба технічне питання вирішити. Куди подрубати електричність, яку нам сцену дадуть? Ну так вот, кому и поезд. Нет, так все. Там 30 хвилин. Микола, у меня компромиссный вариант. Включить его в группу в якости технічного переможчика по его питанню. Чим тут технічна переможка? І он там і Шановні сестри, я пропоную на початку, давайте проголосуємо, що ми створяємо цю групу, а потім уже до складу. Так погодились, мы же ее... Консенсусом погодились, а так створяємо. Уважаемые сябры, Треба голосувати. давайте проголосуем, что все питания мы ставим на голосование, чтобы после не было вопросов. Серйозне питання, Значить так, Євген пише, Створення, сам факт створення групи. Значить, зараз ми ставимо на затвердження. Я пропоную додати, как об'єднана громадянська партія додати, що трибунальна структура, їх її засновальники. Я не Не, ну то есть альбомы все 13, давайте то 13 альбомы субъектов. формуют делегацию. Це пропонова, я вручив, ви... Ну, не важно. Только питание, кто голосует. У нас на комитетах розное бывало. Ну, робоча група, яка... Нет, те, кто записались в оргкомитет. То есть все присутствуют? Все, так, все Можно и так. Все же записывались. Значит, ставится питання такое на голосування. Створення перемовної групи для перемови з Гарвиконкамом. Хто за то, я прошу проголосувати. Хто, дякую, хто супроть, хто встримався. Голосуйте, голосуйте. Дякую. Комитет. Я покуль просто... Так, тепер персонально, по іменах. Нет, давайте список. Я пропоную... Ні, так треба ж прочитати. Значит, я зачитываю. Павел, ты писал... Я зачитываю прозвище. Локтев Вашлева, Костущев, Афнагель, Северинец, Сивчик, Губаревич, Некляев, Белоусов. Белоус. Спариш, пропоную, Сергій, от нашої партії. Не, я пропоную все ж таки 7. Нормально, лишь... Кольки... 7. Ну все, нехай буде 7. Ну, не укрыл, господар Микола. Ну ладно. Я взял за Белоус. Видите, він заявник, все ж таки. Так заявник. Два заявника. Микола, я заявник. Ну все ж будемо взяти заяву. Добре, Я просто пропоную... Зеля компромисса. Давайте, не, стоп, давайте 7. А свої партії два чоловіка. Я просто все ж таки знаю, що ну, хлопці, так, вони Ходять, більше кожен роблять день зараз мерзнуть до такі цієї акції. ссылки. Дождаються Давайте, тут. Не, то есть, ну, на перемовы отправим ты, кто клеит улетки по такому принципу. я тих каліфоїв А на що така перемові. погада до таких людей? Нет, погарды нема. Ну, просто... Питання було. Ее срочно... Нет, давайте голосовать. коллеги. Давайте, да. Давайте голосовать. Шановні сябри, усім буде праця в оргкомітеті. Так що не переживайте. Так, ставится гэта прапанова по персонажах. 8 человек. Нет. Я пропоную... Особенно по кожным. Нет, подождите. Давайте особливо по Давайте. Так, особно по коду. Нет, давайте тогда вызначим колька 7 и проголосуем рейтингом, и первые 7 проходят. Давайте, Ну, давайте так. Значит, по кольку. Давайте по кольке. Кто за 7, да? Ви лічите голоси. Так, Ну, все. тут абсолютное больше. Хто супроть? Стримався? Нема. Так, тепер далі. Ми будемо голосувати. Ну, рейтингом по кожной кандидатуре только за, голосовать можно без концу только сразу. Правильно? Да. Так персонально? Персонально, да, по кожной кандидатуре. Ну давайте, починайте. Ну, Ну, перший я. Господар Гор, Костючев.
Давайте тады просьбу трымаць, і трэба, каб нехта лічыць. Кто у нас Не, лечить треба, Ну потому что что лечить, тут точно больше. господарство лечить. Там два голосы могут вырашить и один. Да. Давайте я попробую. Павел, давай ты лишь. Значит так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Я бачу, 26 своя рука, 27. 27. Пишем. Так, наступный. Афнагель. Да, лечим. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 минут. 25. Записываем. Наступный, Северинец. Северинец. Голосуй сам. Нет, сам я не голосую. Раз, два, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Наступный, Сивчик. Сивчик Вячеслав. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Наступный Губаревич. Губаревич. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я бачу. 16. Павел, а тут? Секундочку, давайте еще раз. Тримаем руки. Тримаем за Губаревича. Раз, два, 3. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Моя рука. 17, да? 18. 18. Моя. Да, 18. Некляев. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. 25. И Семы Белоусов. Не, Белоус. Белоус. Есть Париж. Белоус. Белоус, там еще с Париж. Да, Беларусь. Раз, Я вообще буду. раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. И Париж. Париж. Из Париж. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Давайте еще раз перелечить. Перелечить, потому что совпадает. Я пропоную просто за двоих кого-то включить. Последних два совпали. Раз, Объявите, что я еще раз поддерживаю. Так, За Парижа. Париж. Раз, два, 3, 4. Просто сбивайте все. Я думаю, об этом. Тримайте руки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Дарма перелечили. Микола, я из пропоную добавить 8 человек к 8. Потому что проголосовали уже 7. Слава, все. у меня есть пропанова. Слава, не будем ничего ломать. Значит, а решать вы будете? Так, проголосовали. Косачев 27, Афнагель 25, Северинец 27, Сивчик 22, Губаревич 18, Некляев 25, Белоус 23, Париж 19. Ну, значит, опрос Губаревича все проходят. 7 человек. Группа сформирована, теперь Может быть, инструкции для все-таки группы. Полномочия. Просто поглядеть, зараз народної громади, тобто людей присутнічає значно більше, ніж кого-либо Потому что іншого. заинтересованные, а где остальные? Йшла розмова, що тут буде працовна група, і за 2 хвилини зібрали Робоча група, вони виходять.
на селфі приходьте, кай ласка, а не кожен день там. Я Есть пропанова додать 2 человек. Друга за свободу, это социал-демократ. Не, ну, Мы уже проголосовали за решили, что 7 человек, уже 7 человек. Ну ладно. Это перемовна пляцовка. Якщо ми хочемо зробити базар, ну це маємо Не, просто базар. 7-8 розницы немає на самом деле. Ну, комітет не голосував по переднім питанням. Просто за 5 хвилин до этого. Давайте полномочную группу. Полномочную группу, кай Тогда я ласка. бы Ну, давайте ваші пропанови. Григор. Ну, спочатку треба домовлятися. Так, хто буде домовлятися? Нет, вы будете домовляться. Ну, я думаю, что все Так, одну хвилиночку, чоловік хоче. Глядите, сябры, что отрымливается. Мы маем, что две зарегистрированные структуры не мають своего представников. Ви, У нас заявка фізичних особ. ну слухайте, коли ми зараз так робимо, то, ну, это... Ні, давайте ми все ж таки під Губаревича. Я предмакаю цю завжди будуть Слухайте, причину в гэтым выпадку представництва организации. Это перемовы. Пасля выходит организация уже в процесс. Что вы усложняете проблему? Я думал, что Сергей выступает. Тут просто проигрывает двух организаций без их поведомления. Это трохи носит Ні, я зараз пропоную рішення. Ми вирішили колись, що всі рішення ключові приймає оргкомітет. Просто група – це технічне, Решение будет принимать оргкомитет. Рішення все одно приймає. Так как комитет зараз і прийняв все рішення. Добре, я маю на увазі рішення, які По виникам перемов. Ні, ну пропанова... Як хто бачить себе? Як хто бачить працю этой группы? Что мы, вот я в этой группе. Что мы приходим туды, и у меня есть полномочия мимо комитету домовиться с гарвиконкамом про формат, який я захочу, ні в якому разі. Ми просто обмірковуємо варіанти, приходимо на оргкомітет, докладуємо, і оргкомітет приймає рішення. Тільки так. Не, ну это один вариант. А есть вариант доручить, визначить мяжу компромису для перемовної групи і дати можливість на місці прийняти рішення. В принципі, ми вже все обговорили, і ясні постулати, з якими ми туди, якби так сказати. Пока еще мы не затвердили. У меня есть два принциповых момента, которые я пропоную пригласовать. Про это говорил Павел Севильев. Первое, это новая заявка. Второй заявки. Это первое. Я так само думаю, что нам треба денежить в межах той заявки, яку ми формально подавали 25 студня. Але ж я думаю, що много тут говорилось, просто треба голосувати. В якому форматі ми денежимо? Можно... Я прошу слово поза чергою, тому що мені зараз прямий ефір. Я Павел Калім'я заступаю. Так у всіх нас прямий ефір, от свобода передає. Гарячий коментар. Леша, гарячий коментар. Люба Лударова. Пошла Люба с камерой. Правильно, коня на ходу. Нет, нормально, забирайте. Одна хвилина. Для мяне гэта не колькі свята. Для мяне галоўнае не свята. Для мяне галоўнае у свяце незалежнасці незалежнасць. И я разважаю ў катэгорыях для того, каб людзі пашлі там і паплясалі, і музыку паслухалі. А каб мы нешта зрабілі для ўмацавання незалежнасці. Мы кожны год это рабілі. Для мяне гэта свята барацьбы за незалежнасць. Шэсця павінна быць. Шэсця можа ад Якуба Коласа да оперного театра. Мы можем менять, магчыма, скажем, круговой маршрут, але шэсця павінна быць. Это, я думаю, что это павінна быць. Шэсця демонструе рашучасць. Давайте не спешать. Хорошо. Показывай нашу рашучасць. Уважаемые сябры, давайте эмоции. Уважаемые сябры, Микола, давайте эмоции поубавим. Ты слово сказал. Сябры, я підтримую тих людей, які сказали про те, що треба проводити свято, святочне мероприятие. У большості. Прийнято рішення. І прийнято от комітету таке рішення, що це свято. Далі. Кожний день затримки прийняття рішення для нас – це губляння якості проведення мероприятия. Тут я цілком згоден з молодими людьми. Тому я пропоную, щоб оргкомітет надав групі перемовної певні повномочства.
Калі мы зноўку туды пойдзем на перамовы 7 чалавек і будзем мець толькі магчымасць, як і я быў адзін, толькі пагаварыць, і зноўку прыйдзем на аргкамітэт, і зноўку будзем дакладаць. И настаивать на 6? Да. І зноўку будем сядзець, зноўку спрачацца, мы зноўку атрымаем вынік сённяшняга пасяджэння. Да, я закончу. Да, я закончу. Таму я прапаную, што аргкамітэт сёння прыняў рашэнне надаць перамоўнай групе пэўныя паўнамоцтвы. Дякую за увагу. Ну, як это будзе, як-то... Не, ну, конечно. Не, ну, то есть, як яно павінна выглядаць, мы павінны вырашыць. Але я думаю, што першае, аб чым зараз кажа спадар Егор, каб рухацца наперад, мы можам это асобна прагаласаваць і зацвердзіць, што мы тыя паўнамоцтвы, якія дадзім аргкамітэту ў межах гэтых паўнамоцтваў, у межах вот, нейкіх кампрамісных скрайніх варыянтаў, перамоўная група можа дасягаць дамоўленасці, калі для гэтага патрэбна перападаць там на месцы новую заявку, значыць, яе перападаць. Калі трэба прыняць тэрміновае рашэнне. Калі подписаться, да, там принять, то есть вот эти все полномочия мы даем перамоўнай групе. Значит, у межах той гаворкі, якая сёння тут адбылася. Ну, не, якая ще будет, то, что мы вырашили. Я все-таки звертаю увагу на то, что сказал, потому что то, что сказали коллеги, оно цалком кладется, то, что я сказал. Альбо мы трымаемся ранейшего поку заявки, альбо мы подаем новую заявку. Это принциповое питание. Логично сформулировать. Проголосовать. Нет, Вячеслав, я не разумею, что такое мы трымаемся в межах новой заявки. Значит, отказываю. В межах второй заявки. Питание зададено, я отказываю. Влады маюць на вот сёння магчымасць дать нам дозвол без всяких новых заявок. Все, юридично. И призначиться палату. Так, абсолютно. Есть депутаты от оппозиции в палате. Я пропоную не давать правомочия. Павел Господарство, я думаю, что тут просто можна зараз обмерковать некалькі червоных линий, за межи яких эта группа не зможет выйти в любом разе, разумеется. Потому что тут, ну, окреслить. Одночасово я хочу трошки вернуться назад, господарство. Разумеется, тут есть один юридичный нюанс, и он заключается в том, что мы перетворили працоўную группу в оргкомитет, а ОГП, которая думала, что это будет працоўная группа, например, только в 21 годину зараз будут иметь отказ на это питание. У меня есть пропанова связаться с Анатолием Лебейским, когда он сможет подвести сюда, например, раз. А другое, все-таки так отрывается, что с правоцентристской коалицией, там две те самые организации, мы при голосовании, будем так сказать, покинули поза межами этой группы. Политичные проблемы там могут возникнуть. Может быть, все-таки, я прошу. Поглядите. Ну, мы можем любое решение принять, может быть, Юрася Губарович все-таки покинуть. Это мое. Давайте я занимаюсь, а вы возьмите. Не, я думаю, что не треба здаватися. Все-таки, Микола, я так само підтримую Северинського, бо старшиня руха, і просто додать 8 человека. Ну, мы можем принять любое решение. Я так само так решу. Потому что иначе будет политично же. Что можем 8 И Павла Белоуса так само выкрасляет уже. Только один Владимир Прокофьевич. Знаете, я очень важную вещь скажу. Все тут любят переговоры, важные деятели прийти. Если мы не договоримся о месте проведения концерта до 5 марта, будете проводить и петь вы сами. Ни одно концертное агентство, ни одно пиар-агентство не сможет сделать за такой короткий срок. Готовьтесь петь сами. Готовьтесь выступать. Дякую. Второе. Власти сознательно это делают, они сознательно тянут время. Мы с января говорили о концертах, они сознательно затягивают. Они делают все, чтобы мы сами себя опозорили. Потому что сейчас они выступают как благотворители, 2 места, мы вам готовы то все сделать. Если мы идем на марш, мы провокаторы и радикалы. Да. Если они нас обманут, тогда мы наоборот получаем полное моральное право всех нелегальных маршей. Да, абсолютно. Говорю, если до 5 марта мы не решим, готовьтесь, будет 2000 человек, 2 барда и 2 мегафона. Вот что мы получим на столетие БНР. Это потому что мы это делаем. Готовы вы лучше это сделаете, берите за организацию и делайте сами. Мы позже 5 марта ничего по организации больших концертов не будем, потому что это и деньги, и время, и сила, это невозможно. Даже если у вас будет $100 000. Вы не найдете никого. Так, господар Виталий. У меня есть пропанова поставить на голосование 2 речи, додать 8 человекам Юрася Губаревича у склад этой перамоўнай группы, и другая пропанова все ж таки зафиксовать, что уже сегодня по вынику большасці голосов, то есть что мы погоджаемся на концерт, але ў додаток просим
Концерт имеет... Просим. А як отримається? Да. Ось, каб это зафиксовать, и про то, что сказал Павел, это позитивный посыл. Ладно, одразу понял. Давайте. Давайте. Сам згода от нас потребует. У вас телефон. То есть мы этой группе рабочей, которая ходит на перемовы, мы... Да, я згодний з тим, що зараз... Что мы погружаемся на Я бы дал возьму, что Виталий не суперечите по сердцу, потому что он сказал, лишь просто, ну, как все разумели, что мы хотим. Да? То есть, я думаю, мы одноголосно погоджаемся то, что мусить быть концерт, и доручаем перемовной группе, так, спробовать провести традиционное шествие. И концерт. Нет, концерт будет один. Традиционное шествие, все пробуем. Это не традиційне. Але ми так само доручаємо этой, як я назву, перемовної групі. Як самий крайній варіант, це, конечно, не найлепший чин агучваць крайнія варыянты в прямым эфире, калі ты збіраешься ісці на перамовы. Ну, окей. Як ёсць, так ёсць, да? Вярнуцца ўжо з дазволам на канцэрт, умоўна кажучы. Ну, на мітынг і на канцэрт. Полностью на свят. Не. Як самы крайні варыянт, без шэсця, але з дазволам на канцэрт. Не, ну, господа, это треба обмерковать. Может, треба обмерковать. Треба обмерковать, да. Готово. Решением отмовиться от шестя, ты его хрен отрымаешь. Значит, шановні господа, спеціально сказав вас. Ні, я представлю, я особисто не готовий відмовлятися від шести. Ні, колеги, вот і все. з одного боку, Подорвасло має справу, має рацію, але з іншого боку, Едуард вельми слушно зараз нам нагадав, що коли... Доручил нам проведение концерта, я его почул. Нет, Вячеслав, вы не проведете концерт. Вы проведете концерт с двумя бардами. В принципе, как мы уже все разом это робим 20 годов. И это не то, что нам хотелось отметить в этом году. Поэтому мы повинны разуметь, что час нас вельми моцно притискает. Павел. Нават з концертом. Перше, за 6 мы можем не иметь ничего. Проголосовать по Губаревичу. То есть, коли большинство выкажется с Губаревича... Давайте, я ставлю на голосование. Кто за то, это может жить у перемовную группу Губаревича. Давайте. Больше. 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Кто супрать? Я поднял. Кто супрать? Я за. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто устремался? Есть. Есть. Один. Не, ну за сколько? 25? Все прошло. Прошу. Так, теперь, что нам еще треба? Губаревич отстояли тебе питание с 6. Проголосуем, нет, Я думаю, не 6 треба консенсус. голосовать. За концерт. Давайте за концерт проголосуем концерт. Я не называл это концертом, а Конечно. святочное мероприятие. Святочное мероприятие. Сочетание вершов, выступов, Конечно. балетов, театрализации. Широкий взгляд. Блины. Я кажу про мероприятие на основной сцене. Давайте Там сформулируйте перед вас кто-нибудь. Долготерминовое мероприятие с концертом, театральными идеями, вот, с митингом и декларованием вершин, например. Еще крупно подготовляется, ну, как бы... На плясовці перед оперним театром. Без присовки. Как без присовки? Потому что, когда присовку зараз примем, никакой присовки не будет. На это сам Влада видит. Ты так подробно рассказал, что... Жигать, причем это банколор пойдем в пленаме? Не. Я думаю, консенсус треба приймати рішення, що ми спокойно. всі за мир во всем мире. Вот и все. На оперном. Не треба Потому что это лепшая с пляцова. Не мы визначаємо. А кто вызначает? Нет, так тихо. Так а кто вызначает? Ну тихо. Леш, ну все? Я нагадую рішення, яке було прийнято. Я вам так само нагадую. Олексій Віталійович, я вас слухаю. И мы тебя слухаем. Я нагадую решение, которое было принято комитетом про формат акции. Массовое шествие, митинг, концерт. Массовое годное шествие. Я хочу нагадать, мы тут аргкомитет. Мы можем зараз все отменить. Ты разумеешь? Да, я розумію. Мирное не протест. Я пропоную всі обмежувати працівну групу повномоцтва, щоб рішення приймав все ж таки аргкомітет, бо в аргкомітеті шмат організацій, шмат людей, бажаних. І ми живемо всі в одному місті, Каляякова, можемо оперативно зібрати аргкомітет, як показав сьогоднішній день, на 200 людей.
ну, конечно, жарт, но тем не менее мы можем собрать аргкамітэт в той же день, калі пройдуць перамовы. Это магчыма, конечно. І тады здымецца пытанне про тое, что ну, может быть, прям доведа на перамовных груп. То есть давайте мы обмяжуем працоўную групу, вызначым нейкія, як казаў Паша, суверэніц, перамовную групу, прапашэння, чырвоныя рыски, за якія пераходзяць немец, і рашэнне, все, что мы ранее читались. Так. Сябры, сегодня уже у нас какое? Сегодня уже 26 лютого, так? Уже засталося меньше месяца. Зверните увагу, меньше месяца. Я хочу, господа Владимирович, зробити за увагу. Ви не думаєте, що завтра вже ми пойдемо на перемогу. Нам удасться домовитися, що ми завтра вже підтримуємося Гороконкаму. Можна сьогодні? Розумієте? Я хочу зауважити, от минулий оргкомітет було шмат доручень. Кому-то зустрітися з міліцією, кому-то зустрітися ще з кимось. Я можу зачитати, коли хто забив. І тільки тобі позвонили. Не, у нас 14-го. Стоп, не было такого доручения. Вот бывает частенько такая справа, когда ты зробишь какую-то справу, ты можешь себе тримать проблему. Вот в какой-то ступени я сегодня почув про это. Пошли попроки, незрозумелые. Сябры, вот знову, мне придется домовляться. И все будут глядеть на меня. Домовится Ригор или не домовится? Домовится малайчина, не домовится, значит, кепска. Тому давайте мы реально оценивать обстановку. И я пропоную все ж таки дать перемовной группе махчимости визначать формат святочных мероприемств. Чтобы уже на месте, у день перемову, мы отримали кончатковый вынік. И оргкомитет погодился с пропонованной перемовной группой. Что менее мы будем гублять дней, что менее мы будем проводить это перемовы. Зустрінеться перемовна група, наприклад, к концу тижня, може бути на наступному тижні. Ми знову будемо чекати скликання оргкомітету, знову будемо сперечатися тут. А треба ще підписати, коли треба буде нову заявку, скласти нову заявку. Знову зібрати людей підписантів. И мы придем, что мы подпишем 24 сковика эту заявку, а 25 сковика треба буде вже святкувати. Тому я ще раз повторюсь. Перемовная группа повинна иметь полномочия. Тут предоставлены поважанные люди. И Некляев, и Авшнагель, и Северинец, и все остальные 8 человек. Я еще раз их прошу поставить старшиню на голосование. Надать певне повномочия працовной группе. Певне то які? Які? Значить, працовна група має право прийняти рішення, що, наприклад, що коли шестя не тримається, домовиться про шестя, то перемовна група має право прийняти рішення провести мітинг, наприклад, і концерт. І ще широк мероприємств, які були тут зв'язані. А як вона буде проводити рішення сама? Як перемовна група, що перемовна група, раз голосування так само. Большістю. Ну, ви пропонували больше. Але однозначно, перемовная группа повинна иметь полномочия. Потому что если перемовная группа не будет иметь полномочия, то тримається, як і я один ходив туди перемовляти, те саме полномочия перемовної групи і 8 Ні, треба давати повномочия. Почекайте. Значить, коли оргкомітет вас уповноважує на прийняття рішення, то ми вас і наділяємо такими повномочиями. Так, абсолютно. Абсолютно. И для этого еще додатково не треба голосовать. Больше того, сама перемовная группа, ті люди, які персонально виходять, відказують за ті рішення. Тому що, коли ми на оргкомітеті пропонуємо некий варіант, і оргкомітет не погоджається, ну, я, наприклад, вельми зацікавлений, щоб оргкомітет був розколотий. Я все зроблю для того, щоб рішення все-таки приймалось, щоб не розколоти людей. Для этого, так, я просто просил бы остатніх так само триматися здорового сенсу, в першу чергу. Ну, все ж того значит, дозвольте тоді. Нас поставили у такі воронки, що шестя все робиться, а прийшла шесть. Не, они поставили нас в такие воронки. Як це є? Ну, может, мы придем, а Лукашенко даст загад так, что он напереди колонны будет. Давайте никого не держать в потере. Коллеги, давайте ближение. То, что будет там, я говорю про то, что было уже. І що ми почули. Зараз, одну хвилинку. Тому, все ж таки, ми поспробуємо, ми поспробуємо все ж таки отвоювати вот этой кавалок
по улице Янки Купалы для шести. Но уже коли не смейтесь, потому что это только про компромисс, який може у выніку мы будем у выигрыше. Вот. А коли не, то тогда тая, что вот Эдуард зараз озвучивал, и вы про это говорили, значит, той ковалок наших планов, это только свято, але свято поширене. Калі можна, я бы прапанаваў такую рэч. Вот вам червоный рис. Да. Першае, трэба надзяляць працоўную групу паўнамоцтвамі адначасова ў адным пакеце, прапанаваўшы некалькі як бы чырвоных рысаў. Так? Таму што гаспадарства, першае, нам трэба разумець, калі мы просто прыйдзем і скажам, там будзем раіцца паміж сабой працоўнай групе сябры, ну, яны сказалі, што 6 не будзе. Вся працоўная група адным голосам павінна казаць, сябры гарвыканкамі, калі вы не дазволіце 6 санкцыянаваныя, вы атрымаеце несанкцыянаваныя 6 і плюс дадзіце нам яшчэ канцэрт. Разумееце? В ваших абсолютно интересах. Ну, потому что сябры оргкомитета там, альбо просто белорусский народ, они против несанкционным шестям там и так далее. Это ж повинно быть видовочно им. И мы повинны одним голосом это все казать. Значит, тому, мне здаецца, что червонными рысами повинно быть. То есть 6 мусить быть. И працоўная группа всеми силами повинна настойвать на этом 6. Червоная рыса повинна быть, не трэба ніяких перападачаў, асабліва юридичных особ и так далее. То есть вы даете нам отказ у форме отказу на нашу заявку. Не отказу, а решение. Ну, решение. То есть отказ я по-белорусски маю на увазі. Не отмову, а менавіта решение. Дайте паузу сказать. Вот. Формулюю это решение. И акрамя того, мы повинны сказать, сябры, не трэба ніяких загородок. Наша позиция перед Чернобыльским шляхом минулого года, я нагадаю, это было праз месяц после разгону Дня воли. Страшенная была ситуация. И после того, как мы приняли на оргкомитете Чернобыльского шляху решение, что в загородки мы не пойдем, там загородки уже стояли, але яны их убрали литерально перед нами, разумеете? То есть они трохнули. Тут есть небяспека у тым, что они могут организовать какую-нибудь провокацию и скажут, что вот вы... Микола, давайте до провокации дойдем позднее. Яны гаранты стабильности во всей Европе, там яны зробят усё, как там был парадыш. Разумеете? Яны ж гаранты стабильности. Не, я не боюсь, я просто веду, что люди не пойдут. Они не то, что боятся, они гребают. Вот. Тому я пропоную вот это 3 червоные рысы и надать полномочия. Я до твоей рыски одну пылиночку еще дам. Вельми значную риску. Это размовная група, как серед їх там не було розладу. Один за 6, другий, ну, прикладно, супроть, и вот ты скажешь, ну, так разберитесь вы. Вот мы зараз примем решение. Поэтому вот я подтвердил его тоже. Так, кто-то, Алексей. Коллеги, я думаю, что мы зацікаўлены ў тым, каб рашэнне і яснасць былі як мага хутчэй. Гэта значыць, што мы павінны разумець. Мы фармуем гэтую перамоўную групу, і гэта і ёсць той аргкамітэт, які прымае рашэнне. Даем наказ. Мы ім даем наказ, але не можа быць такого, што перамоўная група не змагла нешта вырашыць, пришла сюды, и мы тут знайшлі нейкае клёвае рашэнне. Все, мы их... Ну не может быть. Тады давайте тады перамоўную групу включим тых людей, якія могуць нормально соображать. Или мы доверяем тем людям, якіх мы... Алексей, тактично может быть ситуация, когда мы сами вымушены будем, да? Просить день паузы, это перемовы, когда они еще будут. И такое бывало, разумеете. Но немагчыма все раскласти, особливо, когда ты не бачишь своего оппонента. Нет, так все правильно, але калі мы зараз дамаўляемся вот адносна гэтых чырвоных рысаў, про якія кажа Павел, і калі гэтыя чырвоныя рысы, ты, якія мы вызначым, адпавядаюць, то значыць працоўная група павінна прымаць в гэтых межах рашэння. Калі не адпавядаюць, то гэта значыць, што не будзе нічога. Правильно? Это будет, что мы будем просить Федора Миколу Купаву закончить. На протягу суток собрать оргкомитет. Вот и все. И ну и что вы решили? Вячеслав, глядите, то вы все равно допускаете, что мы будем менять нашу чырвоную рысу и отсовывать, але только это будет робить не перамоўная группа, а оргкомитет, но просто на несколько дзён поздней. Вот что Павел, Павел. Так я же не такой скончу, я просто хотел сказать, что по чырвоных рысах я лишу, что
просто канцэрт на шырокай пляцоўцы каля Бангалора без шэсця. На оперную. Это прымальны варыянт. І калі вот яго на месцы можна атрымаць, яго трэба атрымліваць, на яго трэба пагаджацца. Пытанне там з падпісаннем перападачы новай заяўкі, я не разумею, чым тут прынцыповая для нас момант, калі мы маем той варыянт, які для нас прымальны, мы можем перападаць. Я вот якраз тут не тому що ніколи такого не було. Яны завжди реагували на ту заявку, яка була, і ніколи ніхто нічого не переподавав. Я не даюсь не, переподавали 10 разів. Бывало, что и реагировали, бывало и так, и так. И, Леша, и? Ну, и все. И все, да? И все. Я караценька, першае, калі вы ведаеце оперную, ён і так паўсюль агароджаны. Можна казаць, што там агароджа і так высока. І пытанне, яны толькі могуць сказаць, што трэба нам ставіць гэтыя металлошукальнікі да коробкі. Но это не важно. Я зараз пра што хацеў сказаць, што шэсце арганізаваць з любой кропкі горада тэхнічна гэта самае проста. Ты аб'явіў, які месцы збіраюцца, адтуль людзі ідуць. І гэта як бы, то бок можна. І мне падаецца, было б добра, каб сёння мы прынялі нейкае рашэнне ці агучылі, што мы, напрыклад, не супраць гэтага варыянта, напрыклад, там канцэрта, чагось яшчэ, але яшчэ будзе працоўная група, якая павінна вырашыць пытанне наконт гэтага і гэтага, што, напрыклад, гэтая прапанова там падыходзіць, але вось гэта і гэта яшчэ цягам там тыдня будзе вырашана, каб мы ўжо агучылі, што так, мы пачынаем, напрыклад, падрыхтоўку святочнае мерапрыемства у гэтай кропцы, але яшчэ працягваем вырашаць, якім будзе шэсце. Каб, напрыклад, уже завтра мы могли анансаваць, што гэтае мерапрыемства, напрыклад, свята будзе ў гэтай кропцы, а шэсце яшчэ там тыдзень-два будзе вырашацца, якое будзе шэсце. Господарство, я боюсь, что мы выплеснем бедное дитя так, разом с водой. Тому я настаиваю на голосование двух речей. Первое, как мы поспровали консенсус проголосовать за то, что мы все, за то, как 25 соковика отбылся концерт с широкой театральной программой, выступами творцев и так далее и тому подобного. Я думаю, можно доручить кому-то уже докладно это сформулировать, но зрозумело про что. Я настою на этом голосовании и видно, что оно будет консенсусом. Первое, как голосование формально было. Другой момент. Я думаю, что ты червоные рысы, которые пятый раз дается. Павел Северинец сказал, яны зноў-таки лежать не в политике. Яны лежать просто в плашине здорового сенса. Это натурально, когда мы хочем, как сапраўды было годное святкаванне Дня воли. Тому я пропоную все-таки вот то, что Павел уже несколько раз выкладал. Вот. Так само поставить на голосование, поспровать, сам консенсусом принять. Все. Ну что, Алексей? Да, коллеги, я просто еще раз хочу сказать, что мы повинны с вами зразумець, что кожны дзень няпэўнасці, іграе нам на мінус. І мы можем змагацца за шэсце, але мы повинны разумець, что кожны дзень змагання за шэсце... Так, Алексей, можно проголосовать за концерт? Так давайте Нет, за концерт чекайте. проголосуем. Я хочу проголосовать за то, как не настойвать на шэсце. А вот это нет. Тому что, калі у нас есть магчымасць атрымаць дазвол на концерт, умоўна кажучы, ужо на гэтым тыдні, альбо за 5 дзён разом с шэсцем, якое адбудзецца 200 метров, то это лепей значна, чым 200 метров пройсці, тому что в этом няма ніякого змагання за незалежнасць, прабачце мяне, спадар Микола, и вы меня не пераканали и не привели. Я все-таки настаиваю поставить пропанову про концерт отдельно, я это самолевал. А поставь хай там раскалывают. За концерт не треба голосовать. Треба концерт голосовать. Треба. Потому что основное, что мы сегодня обмірковували, подшильды чомусь спречки, так? Одразу спречки не было. Это менавіта быццам пропанова. Так вот я хочу, каб аргкамітэт поставил вот ту пропанову, которую ты сам несколько разов формулировал, так? Ці мы за тое, каб 25 сакавіка отбывался концерт в выгляде широкого театрализованного деяния. Хорошо, давайте за это зараз проголосуем. Ну давайте. Одну хвилинку. Я только удокладню, что никто, что против концерта не Павла и Давай не Бога, давай это пропанова, это
позиція виконкама. Це яны нам це пропонують, а ми це приймаємо. Мы принимаем. Давайте проголосуем. Если нам это не пропоновали. Да. Вот это вот то, что зараз мы опубликовали, давайте за это проголосуем. Кто за? Еще раз, что комитет выступает за проведение 25 соковика широкого театрализованного деяния, концерта с уделом Мостакова, дядь-шоу культуры. Ну вот так вот. Там можно крыку подгоблевать, но сенс разумел. Наші заявки так само були концерт. Просто Ви так просили. нет. В центре города. Так в чем сенс этого зараз решения? Это то самое, что мы все тут за незалежность. Мы же записали это. Заявки є Да, что тяжко концерт. Так еще раз Давайте за рисом все, что кидать. Не, ну риси... Пропанови було три. Перша пропанова звучала так. Наділити групу, яку ми вибрали, відповідними повномочиями в межах червоних рисів. Червоні риси, значить, не переподавати заявку, не загородкам, шестя мусить бути. Так, Павел, я все ж таки подкорректую. Не, почекайте. Да. А уже далі, там, як кажуть, обмірковувати, які там деталі можуть бути. Я згоден з пропановою Павла, але я хочу зазначити одну річ. 25 студня ми людям сказали, що збираємося на Кубок Руси. Люди почали розповсюджувати інформацію в інтернеті, в ульотках. Зборная Кубок Колоса. І коли ми зараз відмовимося від кроку збору, ми вже внесемо розкол. Тому що часто людей вже докладно бідає про те, що зборна Кубок Колоса. Ми можемо спрощатися про їх кількість, але я то тим не менше. Ну, правда, не санкціонували. Тому я пропоную все ж таки до Рису Павла додати. На це треба отреагувати. Я пропоную до Рису Павла додати концерт як варіант, який нас задовольняє. Не. Я думаю, концерт провести отдельная конгресская королева. Все за. Чекайте. Одну хвилиночку. Одно с того, что Евген сказал. Ніякого розколу не буде. Это громадская инициатива, и могут люди идти из разных кругов, які близкие на то место святкування. И это будет натурально. И мы повинны к этому посприяти. Что вы сами, я так не болели, люди в это пошли. Я думаю, треба просто формально поставить. Ми пропонуємо, Коли буде прийнято таке рішення, то останні справки безсенсовні. Коли ось зараз те, що формулювалося, працовна група, є повномочства і червоні риси, більшість буде підтримана, то в принципі все. Тоді тільки деталі. Хорошо, коллеги, я только прошу договорить, да, как мы все разумели, за что мы голосуем. Коли мы вызначаем червоной рисой обовязково 6, так. то это означает... Нет, просто 6. Это та пропанова, яку і Павел озвучив. У тим випадку, коли улады не погоджаються на 6, это значит, что мы отмовляемся от легального концерта. Ні. Як тоді це сумішається? Як звичайно, тому що, пробач, як звичайно, це вельми ты не можешь представлять влады на нашем постижении оргкомитета. Больше того, я вельми боюсь, что коли мы еще вот тут поговорим полгодины, да, что не будет нам тих варіантів, які зараз промовляються. Ми просто так зараз робимо абсолютно дурную справу. Мы даем нашим оппонентам, которые и так ничего не хочет дозволять, кучу дурацких аргументов, которые сами на ходу придумывают. Есть іншее высти. Просто проголосовать за то, что вы толдычим, разумеете, и спокойно доручить тем людям, которые будут вести перемовы, что они не будут до конца идиот. Все. Нет, Вячеслав, я тоже этому попляскаю. Мне подобаются пригожие тосты, потому что это тост, это не пропанова, это что вы зараз сказали, Вячеслав. Але скажите мне, коли ласка, коли мы вызначаем червоной рисой проведение 6, а улады кажуть, вот концерт коли ласка, 6 не. Что тогда? Грубо тогда отказываю. Вот есть Павел Белоус, да, который так само в группе перемовников. Так. И есть ШАС, там спокойно, дійшам культури, крипу відмежуватися від інших. Там варіанти можуть бути різні, розумієте? Але ж зараз так, нам справді треба саме головне зробити. Розумієте, от над чим, не над тим, що так будемо проводити 25-го інше. Павел абсолютно не рацію. Вся наша сила була в тим, що вперше з 10-го року ми були разом. І Ми є разом, слава Богу. Зараз ми так само разом
коли спокойно проголосуем за здоровый сенс, а червоные рысы, которые сказал Павел, на самом деле это здоровый сенс. И не забудем еще раз подтвердить раннейшее решение комитета, что концерту быть. Так, дозвольте. Мы забыли зусім про одно символічнае мерапрыемства, на якое пагадзіўся гарвыканкам. Гэта усталёўка шыльды, яка ўжо 25 гадоў. Не забыли. Гэта можа быць пачаткам акції 25 Конечно. Чому ви шантажують нас этой шильдой? Да. Это Мы не забыли. Так, почекайте від висновок всіляких. Ще поки ми нічого не Просто маємо. треба буде під запис голосувати. Вот это все. Микола, давайте голосуйте. Зараз, Ригор. Хвилинку уваги. Я хочу, щоб ви ще розвернули увагу на юридичні тонкості нашої заявки. Я хочу вам, я ще раз напомню, що підписалось 13 чоловік як фізичні особи. Ну добре. Згодно этой заявки у нас могут удельничать мероприятия до 1000 человек. Потому что заявку так и написали. Я ще раз повторяю. Если мы хотим, чтобы пришло 1000 человек, так и будет. Ну и добре. Вы тут, Вячеслав. Нет, вот сколько людей залезет, того не написали заявку. Ну не смеши меня, Микола, не перебивай. Я тебя не перебиваю, Николь. Тому поважанный ще. Если мы хотим тут казать пригожее слово на камеру, давайте казать пригожее слово и толстое на камеру. И ни за что не отказывать. Когда мы хотим за что отказывать в провести мероприятие, тогда давай подходить серьезно. Тому я хочу вас запросить. Отнеситесь серьезно. Когда мы хотим 17-й год повторить, можно и так. Так, А я хочу давайте конструктивно. Тому я пропоную. Коли есть заступки уладу і есть насустрач якісь пропанови, то я лічу, що Приймальне для нас. Приймальне для нас, то гэта прапанову треба використовувати. І менавіта перамовній групі да таке повномоцтво використовувати гэты прапанови. Коли ми знову поставимо з розпальцовки пальці веєром, скажемо, що ми такі крутые, ну, то ми знову отримаємо, що отримаємо то, що отримаємо. Достатково. Значить, ну, апошній раз. Апошний раз. Коли ласка. Мне хотелось бы вот с подрари города дополнить, что на самом деле, это вельми важно. 1000 человек – это не национальное свято. Розумієте? Коли подачі будуть юрособи, уже там зовсім інші, розумієте? І це буде відказність для, почекайте, це для улади, це гарантія того, що ми накеровані на свято. Тобто, у нас есть зарегистрированные структуры. Тут переписать, это... Микола, почекайте секунду. Нормальную заявку. А лишь треба принять решение тут, вам зараз. Я про юристов. Пробач, Регуар, ты не первый раз ведаешь, что святкуется День воли. Значит, все равно, коли логика этих людей, с которыми ты встречался, кироваться, у нас все равно 1000 человек будет, но вот коли мы 100 000 человек соберем. Это первое. По-другому, 13 заявников, каждый будет проводить с собой 1000 человек. Давай не будем так робить выгляд, что 25 сакавіка в Першиню мы подаем на шествие, так? И только в Першиню ты доведался, что она давно нарушает международное законодательство, и там написали, что там повинно быть 1000 человек. Так, хвилиночку. Некляев просил слово. Володя, будешь говорить? Коли мы придем туды с концертом, то чего мы туда идем? Да, и только. Ну мы уже это маем, что мы туда идем? Значит, да, я кажу, что мы это маем, потому что такое решение принято, я за это отказываю, что кажу. Так ось, то, і чому ніхто не чує того, що каже Павло Сергійович, що повинні бути, він назвав це червоні ризи. Уся працю, значить, є тактика перемов. Ми ж поки що про перемови говоримо. І коли ми прийдемо і кажемо, о, окей, з концертом, дякую. Ну так чого ви прийшли? Ідіть, хлопці, назад. Значить, ми повинні, як ми подавали заявку, ну, практично, хай не з максимальними потребуваннями, які нам вигодні, але близькими до їх, так само ми у початку, во всякому випадку, мы это буратины, чи что, дерев'яні голови, это что такое перемови? Спочатку йде розвідка, значить, хто що там, на самом речі, як стоїть, на яких позиціях. Там это твердо, як камінь, цемент, і вже як барану головою биться, это без толку. Это одна ситуація. Коли видно, що вони так само, тому що вельми, для них же так само, вот, ну, пусть уже это обговорилось, я не хочу, тому, значить, потребування шестя, як сегмента свята, ми повинні працівні групи домовитися, що ми коли ми вже бачимо, що ну ніяк, тоді поступово скорочати маршрут, да, там, значить, отсюль до сюль, значить. Можна навіть пройти від Якуба Колос, ну, іншим, там, не проспекті шляхом. Шмат ступенек, ну, в этой лестниці. І гэта і ёсць тільки перемови. А коли ми тут зараз
значит, усканцертимся, з гэтым толькі прыйдзем. Это не перамовы, а просто такая капитуляция. Больше ничего. Одно і те ж сформулював кое-що. Павел зараз тут не в червоних лініях справа, а ті постулати, за які ми будемо змагатися. Тобто, уже змагатися, головне, то, що вони нам пообіцяли, значить, це памятный знак у гонор братов Луцкевичев, это каля театра Янки Купалы. Мемориальная дошка, присвящена 25-му Соковику на, я еще додам, на вулиці Володарська, але мы им пропоновали эту вулицу переименовать у имя братов Луцкевичев. Почекайте, ну так вот же, это червоная линия. І камінь на площі Бангалор перейменування не є у площу. Ні, не треба нам. Самого це не треба. І коли вдасться хоч трошки нам зачепитися за шестя, це буде наша перемога абсолютна. Коли не вдасться, значить ми повинні з цим змиритися. Нічого не зробимо. І тоді широке святкування коля оперного театру. Сам оперний театр – це наше традиційне місце 90-х років. Туди навіть князь Острожський на коні приїжджав, ви розумієте? Коли це пропонувало, перший раз там. Туди 6. Да, ну, тому ми повинні за оперний театр і триматися. Вот з всеми этими важнейшими постулатами. Вот и все. А теперь, коли ласка Павел... Да, коли можна сказати, я можу пропонувати текст. Зараз. Нет, даю слово там, старшине. Павел, да, говори. Что хочешь, что хочешь. Эдуард Пальчев, давай, Павел. Друзья, Эдуард. я сразу скажу, я за шествие, и я за концерт. Чтобы вы понимали, мне и то нравится, и то хочется провести. Первое, площадка оперного театра вмещает до 50-60 тысяч человек, если ее записывать. Это первое. Через неделю концерта не будет в любом случае. 5 марта самое последнее, что мы можем положить душу, это через 7 дней концерта не будет. Из заявки Ригора мы поняли, что они осознанно против шествия. Все, что они делают, это затягивает время, чтобы мы перессорились и получили 1000 непонятно где метающихся. С одной стороны, есть возможность 50-60 тысяч людей из БЧБ, национальная, где вы все выступите, и это будет смотреться очень круто. Площадка очень крутая. Вторая, это шествие, что не менее важно. Давайте решать максимально быстро. Через неделю не будет митинга. И то, что опера, это бессмысленно. Я не знаю, кто там будет петь. Эдуард, я прошу прощения. В принципе, это все лежит в том, что... Поэтому, стойте, дайте я договорю. Поэтому делайте что угодно. Либо разносите заявки, отдельно шествие, отдельно концерт. Но через неделю можете забыть об опере, о 50-60 тысяч человек на концерт. Какое там шествие? Какое это? Все, слушай, я думаю, треба голосувати то, що Северинец Я прошу литерально одну хвилину. Ну давай. Я уже прошу литости, Александр. Шановні колеги, я погоджаюся з тим, що тільки що сказав Едуард, але я хотів би переформулювати гэта у палітычнае рэчышчы. Калі мы тыдзень будем змагацца за шэсце і не будем мець дазвола на канцэрт у гэты час, то мы праваливаем канцэрт, і я перакананы, гэта будзе наша параза. Таму што правесці канцэрт, як кажа Эдуард, на 50 тысяч у нас ёсць сёння шанец. У нас ёсць шанец, і у нас яшчэ няма гэтага дазволу. Мы не можем яшчэ дамаўляцца з музыкамі, мы не можем яшчэ заклікаць туды людзей, гэтага яшчэ няма. І калі вы думаеце, што мы зараз змагаемся за шэсце, я хочу сказаць, што мы зараз змагаемся за канцэрт. І тое, што, Вячеслав, вы сказалі, калі мы яшчэ пазмагаемся пару тыдняў, мы можем уже не мець і не канцэрты таксама. Калегі, давайте. Господа, я пропоную проект. Ну, со старшиня дає слово. Я уже 4-й раз, я вибачаюся. Спробують проголосувати. Давай, Павел. Значить, господарство, пропанова по тексті. От я зараз сформулював текст, як може гучати наше рішення по одним пакетам, як кажуть, про що ми говорили, фіксує. Надать перамоўнай групе, ну я не удакладняю, можна удакладніць у складзе, там, надать перамоўнай групе паўнамоцтвы прымаць у Менгарвыканкаме рашэнні ад імя аргкамітэту адносна правядзення Дня волі 25 сакавіка
у межах, 3 пункты. Перший. По даденной заявке аргкомитету с вариантами относно места концерта и маршрута. Зверните увагу, ще раз повторю. По даденной заявке аргкомитету, мы ее не переподаем, яна існує, ёсць лежить у іх, отказу на еще не было. По даденной заявке аргкомитету с вариантами относно места концерта и маршрута, то есть оперный. Приймальний при гэтым раскладе, наприклад, змены в маршруте, про які казав Вячеслав, приймальні на месте этой перамоўнай группы. Другое. Обовязковых, святочных, шестя и концерту. До речі, это поглинається першим пунктом, тут просто фіксується, що обов'язковий шестя и концерт. И третье, отсутности загородки. На месте сбора, на месте концерта. Так, Павел, важно. Для людей важно. Для людей это важно. Это для вас не важно. Його можна зараз проголосувати. Можна сказати, гэты текст можна зараз проголосувати, прийняти за основу, після проголосувати по частках і прийняти рішення. Давайте. Нет, это будет тяжко переголосовывать. 50 тысяч человек, вы уявляете? Да никто не Я про загородку кажу, я кажу про загородку, про безпеку. Павел, який сенс нам голосовать супротив этой загородки? Это не наша справа. Давайте просто поставим на голосование за основу, а потом по часткам. Нет, давайте. Николай, давайте голосовать. Почекайте. Мы что, проголосуем супротив этой загородки и мы что, перемогли чи что? Не, это означает, что мы будем А коли треба переписати заяву, то вони і перепишуть. Микола. У нашу користь. Богдан Николаевич, надо что переписывать заяву, как ничего не вырішає. Треба переписывать. А что вырашает, что мы не будем переписывать? Она у нас там есть, нам отказу не было на ней. Только и всего. Нет, так, і коли это нічого не вирішає, то в чим проблема, коли ми її перепишемо? Коли це нечто вирішає, то в чим проблема її Да можемо переписати? марнувати час за этой заявой, загородкой. Зараз, Миколай, так, мы марнуем час, тому що вже ми полгодини одно і те ж толкуємо. Так от, я роблю політичну заяву, що я не готовий Вершиню при Лукашенке отмовляться от шейца, за который не раз белорусы платили, в любом формате. Б. Я не готовы, как оппозиция переглядала свою концепцию взаимоотносин с карными органами режима и погружалась на загородку. Это уже 100 разов было. Добре, я пропоную зараз проголосовать, потому что мы дадим... Не, я пропоную голосовать по пунктам. Только Давайте. по пунктам. Давайте. Не за основу брать, потому что за основу это не годится. Конечно. Потому что там Давайте по пунктам. Так, больше, Павел, чем доброго. Добре, давайте на по пунктам. початку треба вставити обов'язково 2 меморіальні знаки. Щоб я не Микола, це знаки і пора. От і ви комітетом повторюйте рішення, ми проголосуємо. Зараз ми кажемо про акцію, про дозвол. Я все-таки пропоную, как еще раз Павел прочитал, и спочатку поставить за основу. Не примем, тогда будем по часткам. Повинна бути демократія. Давайте, може, добре. Значить, я ще раз, подрядуйтеся, будь ласка, слухайте уважливо. Надать перемовній групі повномочні приймати у Мінгарвиконкамі рішення від ім'я комітету відносно проведення Дня волі 25 соковика у межах 1. По даденной заявке оргкомитету с вариантами относно места, концерта и маршрута. 2. Обовязковых, святочных, шестя и концерта. 3. Отсутности загороды. Принять за основу. Кто? Значит, что мы не принимаем пропанову. Неправда. Нет. Кто за? Нет, чекайте. Давайте решить голосовать. Раз, Зараз ми кришу спинимо трансляцію. Наша 6, техніка для 8, витримання 9, дозволу 10, дискусії. 11, Нейтральна 12, кілька 13, секунд. 14, 15, Пауза 16, 17, трансляції, але заставайте сознаннями одної. 19. Я не Ще раз розумію причин. Почекай, дай подлишить голос. Ну, давайте старшині дадим весь. Не, ну я Сначала пропанову, яку треба поставити на Не, голосування. ну чекайте, ми повинні її удокладнити. Сначала конкретну пропанову. Я не чув, що глупство просто голосувати супротив неких загородок. Ви понимаете, что загородки? Это основа, Микола, для людей. Для многих. Ты вот, я прошу. свою позицию. Это не надо. Я не пойду. А я пойду.
Добре, господарство. Я ще раз читаю, я ще раз голосую. Это Коли у нас... техника безпеки. Чому ви повинні голосувати? Я ще раз... Господарство, я ще раз читаем и голосуем, только просьба тримать руки до упора, как все переконались. Я пропоную вести посещение старшине. Ну, он коли не разумеет. Не, ну я ему доручаю. Давайте голосовать. Я зачитаю. Надать перамоўнай групе паўнамоцтвы прымаць у межрывыканкаме рашэнне ад імя камітэту адносна правядзення дня волі 25 сакавіка у межах 1. Пададзенай заяўкі аргкамітэту з варыянтамі адносна месца канцэрта і маршруту. 2. Абавязковых святочных шэсця і канцэрта. 3. Адсутнасці загародак. Хто за? Так, почекайте. Питання. Коли яны... Почекайте. У нас же дискусія. А коли яны скажут, что шестья мы не дозволяем вам, что нам робить? Что перамоўная група на месцы раецца. Вы ж хочете поставить на голосование варыянтамі адносна месца канцэрта. Ты чуешь, что он диктует? Я третий раз могу. Заявка по свободе написана. С вариантами относно места концерта и маршрута. То есть место концерта по гэтым решению. Я за оперный, я вам скажу щиро. Я за оперный. Навод не заплачу свободу. Тут не треба... Але господарство, просто я это не пишу, потому что могут быть іншие пропановы там, разумеете? Могут просто сказать, только Янки Купалы. Голосование за пакет это манипуляция. Это хорошо, значит манипуляция. Это голосование за А вот основу. то, что не дают проголосовать 5 раз, это горше, чем манипуляция. Или можно еще раз я вам зачитаю? Переголосовывали склад делегации, это не манипуляция. Я отлучился, что вы тут наробили? Микола, все. Добре, господарство. Ще раз. Сябри, голосуємо кожен раз. Просьба тримати руки. Надать перамоўнай групе паўнамоцтвы прымаць у Мінвыканкаме рашэнне ад імя аргкамітэту адносна правядзення дня волі 25 сакавіка у межах 1. Пададзенай заяўкі аргкамітэту з варыянтамі адносна месца канцэрта і маршруту. 2. Абавязковых святочных шэсця і канцэрта. 3. Адсутнасці загародак. Хто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 18 голосов. Кто супрать это решение? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Так, я правильно полечу? Тримайте руки. Тримайте руки. Да, зараз, секунду. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, правильно? Ну и что теперь будет? Почекайте. Кто устремался? 1. У меня есть заклик, да. Почекайте. Решение принимается. За основу. За основу. За основу, да. Теперь по пункту давай. У меня есть одразу Какие изменения? Теперь изменения дополнения голосуют. Алексей, я пропоную по пунктам, а По там сутности, больше. одна организация не Ты добавляешь. Виталь, так, это было с самого початку нашего посещения. Им, до речі, Давайте по позвонить и попросить сюда подъехать. И коли у тебя будут додатки посадать. Хорошо, да. Добре, Я думаю, господарство, что теперь... подобные решения они могут привести до раскола оргкомитета. Вот не треба. Сябры, это демократия. Демократы это манипуляция. Не, по дороге. Я вам скажу, это Или от одной организации Значит, приходит... давай, Павел. Господарство, давайте допрацуем документ. Ні, Может быть, всі да? рішення перед гэтым приймалися без проблем. Ну это зрозуміло, но Зараз- вони улічували інтереси всіх і пропонували. Значит, давайте. Старшиню згоден з Ромашевцем. Так зараз, да. Ну, так, коли Добре, слухав, господарство, зараз, коли ласка, Перший у кого є правки. Да, перший Так, абзац так. зачитайте, Павел. Перший абзац. Надать перамоўнай групе паўнамоцтвы прымаць у Мінвыканкаме рашэнне ад імя аргкамітэту адносна правядзення дня волі 25 сакавіка. Все. Кто за это? Мне пропановывать Это нормально? гэтым скончить. Не, вы прыняли за основу. Нет, основу приняли. То есть Ёсць прапанова на гэтым і скончыць. Да. Все Ёсць остальное прапанова. Ясно, ёсць прапанова на гэтым скончыць. Тады трэба галасаваць. Голосуем, Да. на секунду. Есть пропанова на этом поставить кропку и все. Без чырвоных рысаў. Без червонных. Да. Хто за правку Олексія Янукевича? Хто за? Хто за правку Олексія Янукевича? Тримаем руку. Согласны? Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Господарство, хвилиночку зараз. Нет, ты 13, мало. 12. Тримайте руки. Хто за пропанову Янукевича? Ще раз. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я 12 рук навечу. Кто супроть, Кареласка? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кто устремался? 1,
Два голоси бачу. Два голоси. Не приймається правка. Наступна правка. Ну, то есть, сам нема к этому абзацу претензий, правильно? Нет, далее. Давайте далее вести. У межах подаденной заявки оргкомитету с вариантами относно места концерта и маршрута. Які правки будуть? Не правки, а... Нет, які правки Ну будуть? да, Ми правки. прийняли за основу, прибачте. Кончайте бардак. Добре. Якісь правки, Значить, відносно 6 треба вжити таку фразу. По мере махчимости. Тихо. По мере махчимости. Это не этот пункт, это наступный пункт. Это пункт Ще подаденной раз заявки. вертаю вас на землю. Які будуть правки? Дайте Добре, ще раз. подарство. Подаденной заявки оргкомитету с вариантами относно места концерта и маршрута. То есть в этой формулировке и оперный, и все. Что Все хотите? они могут принимать решение по любому. Про 6 это пункт номер 2. Зачитываю. У межах обов'язкових святочних шестей. Не, почекай, з цим правки к этому пункту є? Нема. Ну як же? Есть правка от Павла Белоруса, конкретно обозначить оперный театр. Ти ж категорично заявляєш обов'язково 6. Это в наступном Ну, это, не почекайте, Я это його мы зараз приняли- зачитав. это мы приняли за основу. Вы можете пропоновать убрать обов'язкових, наприклад, або святочних, Да. або 6. Розумієте? Павел Константинович, прочитайте ще раз фразу першого пункту. Перший Хто пункт. хто У межах хоче. подаденной заявки оргкомитету с вариантами относно места концерта и маршрута. Одну правку я только почув. По этим пунктам Все, это нормально, это ж мы пропонова голосовали. Паула обозначить оперный конкрет. Давайте голосовать. Хто за то? Я зачитаю, як це буде виглядати тоді. У межах подаденої заявки оргкомітету з варіантами относно маршруту і місцем концерта оперний театр. Ну, можно. Для оперного. Такая. И митингу. Каля оперного. Концерт і мітингу Каля оперного театру. Хто? Стоп, одну хвилинку. Я пропоную, коли ми кажемо про рішення 6, казати про початок. Нет. Казати про Вот это утримливается. А это работает. Нет, это утримливается. Господарство, по даденной заявке оргкомитету, тут про початок ничего не сказано. Варианты 6. Тогда давайте сопротив поправку с початком 6, Коля. Ну просто було б логічно. Так само поправка была. Господарство, и оно-то утримливается внутри этого пункта. Давайте. Потому Ну что давайте. Не-не-не, это не Добре. это розные правки. Это разные правки. В порядку поступления голосуются разные правки. Первая правка была относно оперного театра и... Просто коли мы обозначаем место концерта, то обозначаем место початка. Место початку это другая правка. Это другая правка. Початок и конец. Першая, увага. Першая правка. Значить, пункт повинен виглядати таким чином так. На думку Павла Білоруса. Подаденной заявки оргкомитету с вариантами относно маршруту и местом концерту и митинга для оперного театру. Не треба. Не треба. Не треба этого робить. Чим здесь не треба? Я пропоновано, я голосуем. Господарство, что, ошалели, что ли? По мотивам голосования, чему вас? Нет, по мотивам голосования уже сказали 3 години. Одразу здачу Слушайте, ну есть того, правка, за мы что они будем идут голосовать. перемовляться. Да. А куди вони йдуть? Вони йдуть за свободу. Нет, покажите мне, коллеги, покажите мне, кто тут хочет зараз концерт на площади Свободы. Всех хотят. Вот поднимите руку. Алексей, это никого не Ну, давайте проголосуем. Это вы можете пропоновать им сами там. Можно вернуться? Мы же заявку подавали. Я не люблю нарушать закон. По дороге. Закон вы нарушаете. Увага, Вы не любите увага, нарушать увага. закон, так вы чекаете решение мирного граждан и ничего вы не робите. Коли вы такие законы Господарство. Господарство, я зараз зачитываю формулировку, по якой ми голосуємо, формулировку правки. Калина набирає більшість голосів з присутних, вона проходить. Калина не набирає більшість голосів присутних, вона не проходить. Розумієте? Так? Тому, господарство, ми зараз голосуємо ще раз правку. У межах подаденої заявки комітету з варіантами относно маршруту і місцем концерта і мітинга оперний театр. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 голосов. Хто супроть? Ты себе полечил? Полічив 25. Хто супроть? 1, 2. Хто устримався? 1, 2. Зрозуміло. Значить, правка приймається. Ще одна правка ж є. І ще одна правка є. Позначить у гэтым пункте початок. То есть, Я ще раз коротенько викажу аргумент.
мы уже месяц назад обвестили про место сбора. Весь оргкомитет единоголосно, единодушно гэта пачулі людзі. Так ці інакш на гэта арыентуюцца. Ёсць досвед, ну, это, конечно, крыху раскрывае наш карт перед уладамі. Ёсць досвед, нават калі афіцыйна забаранялі месца збора, давалі людям собраться, давали пройстись. Шмат таких акций было, вы все это видите. Тому все, что я пропоную, с уликом того, что выпущена продукция не оргкомитетом, але выпущена продукция с агитацией на Куба Колоса, на место вызначено оргкомитетом, я пропоную позначить у якости червоної риси, место збору, площадь Куба Колоса. Як ми це вирішили вместе. Это не треба это робить. У меня есть пропанова, сябры. Ведаеце, что мы так само і пропанова БХД була дамагчыся, каб все ж таки дазволілі шэсці ад Якуба Колоса да гэтага месца збору. Але я прапаную не ставіць залежнасці там дазвол на шэсці. Зрэшты можна правесці яго заўсёды, ведаеце, санкцыянавана, не санкцыянавана. У залежнасці ад гэтага дазволу не зрывать концерт. И коли сегодня яны уже заявили о том, что они готовы давать концерт, то принять такую формулировку, не связывать с працоўнай группе, которая ходит тут в руки, и зараз заявить, что мы подтримливаем концерт на площади каля оперного театру, кропка, да? Концерт «Великое свято». И развести, а пасля уже, ну вы пойдете тут, и ваша будет задача, домагчыся ад іх, каб яны яшчэ дадаткова апроч так концерта дадалі 6. Все ж таки мы политики, треба ставить задачу минимум и задачу максимум. Политики повинны иметь, что когда мы залком раскрываем все свои козыри перед уладами, у нас немає максимальності. І гэта максимальность. Добре, господарство, там есть еще Каждая маленькая галитийская у Ярося Згодна на тиск, ну просто коли... Давайте ми обмірковуємо правку, я нагадаю, ми правку обмірковуємо. Ну так включай же, даємо слово. Сябры, давно стрімов. Слухайте, не задумаліся, чаго нам піхаюць нас на гэты канцэрт? Ім ён патрэбен. Нам патрэбен, каб гэта ўся вот імпэт у людзей, які сабярэцца на стагоддзе, каб ён пайшоў на канцэрт. Вы падумайце, калі не будзе канцэрта, калі не будзе канцэрта, што будзе? Ім лепш, каб быў канцэрт. І калі мы будзем ставіць умову 6, канцэрт яны прывяжуць, бо ім лепей канцэрт з выступам якіх-то артыстаў, чым мітынг з выступамі, якія могуць ператварыцца ў палітычныя. А хто хоче перетворитися в політику? Ніхто не хоче, але можуть, коли буде людська маса кипеть стоять, то яно Господарство, повинны быть пропановы альбо поправцы, то есть что вы подтримуете некий вариант, альбо іншая правка, разумеется? Ну так вот просто працуе. Початок 6. Значит, тады это будет гучаць так. У межах пададзенай заявки оргкомитету с початком на площади Куба Колоса, вариантами адносно маршруту и местом концерта и митингу для оперного театра. Это не треба голосовать, потому что коли вам треба голосовать. Любым разом. Я так само по мотивах літерально 30 секунд хочу сказати, що коли ми гэта зараз записывали, то нам не треба було формувати ніяку перемовну групу і нікуди нікого не керовувати. Они не то, что записывают, они смотрят. Ні, просто это означает, что мы не збираємося вести ніякі перемови, ми просто збираємося почекати. А в чим ти збираєшся перемовляти? Тут все было сказано. Маршрут. Ну добре, господарство, давайте так, я ще раз озвучую правку, коли правка набирає більшість, вона проходить, коли не набирає більшість, вона не проходить. Мы для группы никакого не робим. Ну про это и ведется, что... Не, господарство, варианты в маршруте застаются, разумеете? И по-другому это не была заявка, тут оперный Ты театр. вообще перемову ставишь крышу. На оперный театр разговор, это вам зашибись, да? Это вас не нахилили. Ну давайте. Коли про Бангалор по всему городу походил. Добре, господарство. Я ще раз зачитаю. У межах подаденої заявки оргкомитету з початком на площади Куба Колоса, варіантами односно маршруту і місцем концерту і мітингу для оперного театру. Хто за такой? Почекай, Павел.
Про оперный театр мы проголосовали. А коли нам скажут, что не будет 6... Давайте проголосуем. Ну, коли не буде 6, значить не буде нічого. От за це зараз голосує комітет, Спадар Микола. І це всі розумієте, це всі бачать в прямому ефірі. Ніхто не маніпулює. Ніхто не маніпулює. Просто всі повинні розуміти, що зараз тут відбувається. Парадку построению. Мы протираем все цікаво, що відбувається. Вы не думаете про людей дома. Можно секундочку? Господарство, можно попросить отчинить в окна, как было свежее поветра, раз. Мы уже сидим, господарство тут 2,5 годины. Я готовый сидеть всю ночь, как только была сгода. И давайте просто поважать один одного. Во всіх есть нервы, во всіх есть час працовный. Зараз Все, Павел, вот человек говорит. Есть пропонова правки от Спадара Анатолия. Есть маленькая корректировка. Даруйте, давайте эту правку почитаем. А потом наступную. Давайте Маленькая корректировка по поводу фразы Евгения насчет того, что появились налепки, информация про спор на Якуба Колоса в 2.30, если я не ошибаюсь. Насколько я видел... А? 2.00. Не, ну этот нюанс. Насколько я видел, эта информация распространялась от имени комитета по празднованию БНС. Первый раз слышу. А я вижу в соцсетях. Поэтому тут вопрос, как бы, кто это изначально начал распространять и кто предложил этот вариант. Это просто маленькая пометка насчет того, что вот уже люди знают. Люди ничего не знают. Большинство людей вообще первый раз слышат про какие-то празднования. Давайте будем объективны. Мы хотим позвать не тех людей, которые каждый год приходят в 20 Добре, не поправку. Что нет? Сёння, калі вось пачала з'яўляцца інфармацыя, пачало з'яўляцца вельмі шмат розных апытанак. У свабоды, у кучы апытанкі складаліся з двух пытанняў. А кто? Тихо. Это контролировать служба. Тихо. Тихо. Слухаем Павла Белова. Мы робим мерапрыемствы не для сябе і не так тое, што мы не для сябе, мы робім для людзей. Вялікая колькасць апытанак, каля 10 штук у розных сацыяльных сетках, я бачу, дзе ставіцца одно пытанне і два адказы. І мы сёння павінны вызначыцца два адказы. Один вариант святочны мітынг-канцэрт, другі вариант 6 і святочны мітынг-канцэрт. Большасць, на жаль, прагаласавала за мітынг-канцэрт. І мы зараз павінны прагаласаваць за тое, на што мы ідзем. Альбо вось тое, што прапанавалі улады, мітынг-канцэрт з усталёўкай помнікаў, альбо стаім до конца на сваім 6 і мітынг. І вось зараз давайте мы паміж сабой вырашым. Есть правки. Давайте вось По тексту есть? Так он у него Поправку. Не, я пропоную, мы повинны агульную позицию спочатку выпрацаваць агульную. Господарство, мы почали голосовать за текст, мы повинны это скончить. Пасля гэта магчыма все оставить. Гэты тэкст можа не патрэбны. Господарство, это процедура. Это процедура. Это процедура. Господарство, еще раз я озвучиваю правку Евгена. Еще раз озвучиваю правку Евгена Афнакіля. Калі ласка, слухай. У межах пададзенай заявкі аргкамітэту з пачаткам на плошчы Якуба Коласа, варыянтамі адносна маршруту і месца канцэрта і мітынгу ля опернага тэатру. Хто за? Хто за? Лічым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14 голосов. Хто супраць? Зараз. Раз, два, секундочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 голосов. Хто устрымаўся? Правка двумя голосами не проходит. Не проходит правка. Значит, застаецца, я зачитываю, застаецца першы пункт. Перамоўная група мае паўнамоцтва ў межах пададзенай заяўкі аргкамітэту з варыянтамі адносна маршруту і месца канцэрта і мітынгу ля опернага тэатру. Все, на этом кропку треба. Другое. Абавязковых святочных шэсцей і канцэрту. Ёсць правкі? Пропоную прибрать этот пункт. Прибрать этот пункт? Да. Мы так уже все прописали. Все сказано. Ну, добре. Хто за то, как прибрать этот пункт, кто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 13, 14. Кто супраць? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Кто устрымаўся? Два? Два. Стрымаліся два. Правка не проходит так само. Яшчэ ёсць правки по гэтым пункце? А все же. Нет, третье. Отсутность загорода. Вот отсутности загорода.
это тое, что прийнято. Ну, коли зараз, например, это будет знято в некой форме, значит мы это сделаем. Можно маленький? Я очень прошу. Я вот третий раз попробую сказать. К сожалению, на это повлиять невозможно. Да. То, что мы приводим в пример Чернобыльский шлях или 25 марта, это были мероприятия, проходящие по одному и тому же формату, который предлагала власть. Сейчас у нас идет совершенно другой формат. Если они нам предложат вариант без этих рамок, мы только за. Но, к сожалению, они сами будут себя обезопашивать для того, чтобы на таком большом мероприятии, я надеюсь, придет десятки тысяч человек на это мероприятие, чтобы для всех была безопасность. Поэтому я против рамок, это моя жесткая позиция, но я бы не поднимал этот вопрос, я бы попросил рабочую группу на встрече в Мингорисполкоме проговорить, что по возможности использовать выборочный досмотр больших сумок, и все. Ну и конкретно людей, которых они хотят досмотреть в связи там, с какими-то необходимостями. Не прогонять через эти металлорамки, не прогонять всех с поголовным досмотром, не прогонять детские коляски, как они любят. Тоді треба просто ваша формулировка тут. Просто у нас стоїть у тексті відсутності загородок. Прибрати це, або ваша формулировка. І додати так само можна? Попросить. Додати так само то, що коли буде дружина, щоб дружинники стояли поруч. Предложение организовать выборочный досмотр на месте входа на территорию. Я записываю. Господарство, правка есть правка, записываем. Выборочный досмотр. Чаще всего смотрят людей с сумками. Своими словами зараз просите робить вам особисто. Вам особисто. Вам особисто. Хорошо. Я сьогодні так само мила зустрічу на досить високому уровні. Я почула вусне звернення про те, что никаких загородок обещают не ставить. Так а вы расповедите, может, простите, это ваша в том, что если они будут настаивать на ограждении. Есть такое вусное такое обещание, самим просить робить выборочный досмотр, это просто просить поставить загородку. Нет, так а что за встреча? Дайте информацию. Не, я потребую информацию. Потому что я так разумею, что рух солідарності разом так само проводив перемови. Дякую за то, что проводив перемови. Але дайте інформацію. Почекай, дайте інформацію. Я ще раз кажу, я не маю ніякого дочинення до наших білоруських владів. За це вас устроюють? Не, абсолютно не устраивает. Кто вам, який вам офицер, кто обещал, что не будет доглядывать? Это ніяке дочинення до нашого. Павел, я понимаю, что не на то, что вы это кажете. Есть пропанова Сподаром Анатольевичем. Мы зараз проголосуем. Пропанова правка. Прибрать салку в случае контроля. Вот это то, что можно поискать. Прибрать салку. Прибрать голосование. Ясно, добре. Пропанова. Да. Правда, господарство. Давайте вернемся Это проблема безпеки. на нашу грешную землю. Значит, вельми хорошо, что вы чомусь казали про людей. Вот подумайте про людей. Я за. Да, первое. Доручать что-то теми органам, которые мы сами весь час кричим, что не карные, но по жаданных это не робить. Тому вы просите одно, подкаст отримаете інше. По-другое, я вам нагадываю, что безпека на этих рамках, так, она насамрэч не мает никакого значения. Это просто даст поставы дастаткова шмат людям не удельничать в том же концерте, а вы хотите, чтобы были люди. 100 разов было, что люди разворачивались от загородок. Больше того, так, мы не один раз проводили разные мероприятия, собирали больше 50 тысяч человек, и меньше, так. Вот, давайте все-таки не будем вводить на вину, потому что уже оппозиция домовлялась про эти металлоискатели, и было, доскоп, это все кепско выглядало. Давайте сами не будем лезть, грубо говоря, на рожон. Вот и все. Добре, господарство, есть две правки. Одна з них снять пункт про загородки, другая, что я почув, это пропанова господара Матольки, это у випадку, коли улады настаивают на значит, турникетах, то пропоновать им выборочный догляд на месте. Не надо ничего писать. Это снять салку. Снимается правка. Снимается. Добре, одна правка застається. Снять вот этот пункт, отсутствие загородки. Да? Я зрозумів. Хто за Я би клетки? підтримав насамрэч правку Петра Матольки, і все ж таки, шановне господарство, да, давайте не загонять себе в угол, коли наша мета все ж таки організувати концерт і зробити так, щоб улады не пригожо виглядали. І я підкреслю, пойти на зустріч не нам, то що всі ми ходимо на акції, тут присутнічують політичні активісти, ви поглядите на зараз про голосування в Фейсбуку, та не гибісти там. Там, розумієте, наші сябри там по 5, по 6 тисяч чоловік.
Фейсбуку, там, в інших соціальних сетках уже такое почалося. Давайте послухаем, что хочуть люди. Все ж таки. А люди, вот этих конфронтаций, они сегодня не готовы. И коли можно их позбегнуть, то мы будем просто не лидерами, а провокаторами. Коли будем навмисно на этой провокации або стыкнення з міліцією їх провокувати. Тому все ж таки я пропоную покинуть свободу для перемовщиків. Усе ми хочемо, каб рамок не було, але не ставить гэта катэгарычна ў умовах. І, напрыклад, калі рамкі ёсць, то тады, па сутнасці, улады кажуть, що догляд потрібний, навіть хоча б в такому вигляді, як Спадар Матолька пропонував, а ми із-за того, що відмовляємося від догляду, скасовуємо концерти, скасовуємо можливості. А як питання? Так, а як це питання? Колеги, ми визначаємо червоний рис. Ні. Я отказываю, кстати, питання. Щоб люди приходили, їх не обшукувати. Вот почекайте. Значит, Короче, нічого не надо, що ти загородки, господарство, загородки и выборочный догляд — это разные речи. Это разные речи. Да, я просто тлумачу, что тут покой. Ні, ну металошукальники і виборочний догляд – це різні речі. А загородки в будь-якому випадку ставляться. При виборочному догляді так само є загородки. Просто при металошукальниках люди проходять про металошукальники. Давайте голосовать. Я підтримую правку у такому вигляді викреслити цей пункт і доручити працівній групі зробити все можливе, щоб цих металошукальників не було. Вот это неправильно. Процедура была вынесена. Добре, господарство. Значит, есть пропанова выключить гэты. Вы стоите по 2 минуты, кожного будет перешутки. Значит, кто за, той, как выключить? Кто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Потримайте руки, коли у нас господарство, я не уверен, что все будет правильно. Господарство, еще раз. Ну, не складано, потому что мало ли помолиться. Один голос, туда-сюда. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 голосов я навіщо. Хто супроть господарства? Будь ласка. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Хто устримався? Я один? Откуда люди появляются? Интересно. Не-не-не, ну... Родятся. Что не верится? Правка не пройшла одним голосом, якраз тим самим одним голосом. 15-15. Так, Павел, ты куда его Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Більше звернемо. 14. Сябри, я просто прошу звернути увагу, що коли б зараз улічувалися представників організації, то більшість була б інша. І все ж таки, ну, коли у одної організації тут випадково 10 голосов, а в іншій 1, а в єдиної громадянської партії 2, все ж таки я закликаю, щоб улічували компромісні. Я ще раз вам тоді прочитаю те, що ми прийняли по правках, і нам треба буде ще раз проголосувати за прийняття документу в цілому. Коли ласка, увага, я читаю. Надать перемовной группе повномочий приймати у Мінгорвиконкомі рішення от ім'я комітету відносно проведення Дня волі 25 соковика у межах подаденной заявки оргкомитету с вариантами относно маршрута и места концерту и митингу для оперного театру. Обов'язкових святочних шествий концертів. Отсутності загородок. Хто за это? За то, как затвердиться это. Нет, так мы же обовязково. Залком. Принять то, что мы приняли уже. По вашему кому голосовать? По процедуре. Господарство, кто еще не разобрался? Давайте зараз не затвердим. Давайте. Я вас умоляю, вы проголосовали пока что все правки, разумеется, больше. Зараз мы затверждаем этот цалком с правками. Я ще раз читаю. Альбо не затверждаем. Альбо не затверждаем. Я ще раз читаю. Ну все правильно. Обов'язково 6 у нас не было. Никола уже все проголосовано. Все проголосовали. Проголосовали. Это, ну, правка не прошла. Почему не прошло? Нет, правка не пройшла, со стола, обов'язково точно чистый концерт. Добре. Хто, господарство, хто за то, як у цалком прийняти документ з правками, які ми затвердили? Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Хто супроть? Лічим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потримайте руки ще раз, господарство, я вас прошу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 голосов. Хто стримався?
Раз, два, три, четыре. 4, так? Значить, прийнято. Прийнято. Господарство, я всіх віншую. Сами голосовали. Ну, господарство, ні, не про наступне посідження. У нас є ще Куча питань у робочій. бюджету. У нас ще питання Робоча регіону. група. Робоча група. Аркомітет зачиняємо. Ні, я супроть. Я лише оргкомітет прийняв це рішення, оргкомітет повинен вирішати все остальне. Я супроть відпускати квакерів. Зараз, давайте до кінця допрацюємо. Скажи, ласка, поосторожней со словами. А вы ведаете, какие слова про вас скажу? Клакеры нашли. Скажите. Ну, я прошу вас, господарство, тут не место просто, тут место для єднання. Давайте мы так. Это люди выходили на несанкционированные акции. Алексей, вопрос от вас. Алексей, голоса имеем киты. Ми тут з Подаром Ригором представляємо політичну партію, якою можна сказати тисячі, можна сказати сотні, а ви більше, ніж сама партія. Тобто, розумієте, кожен з вас більше партії з Подара Статкевича. Тому я можу вас називати квакером. Я не спрашиваю рішення, але я називаю вас так, ким ви. Давайте будем Все, тихо. Я вижу, что порядок дня завершен, что вы думаете? Есть Пропанова Алексея Янукевича, увага. Есть Пропанова Алексея Янукевича. В тому складі, в яким есть. Пойти по порядку дня працовної групи і оргкомітетом вирішити це питання. Правильно зрозумів? Правильно. Хто за таку Пропанову? Кто за? Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Можно потриматися ще, тому що близько к полові. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 голосов. Хто супротив? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Кто устремался? Нет. Знову я один, да? Ну, господарство, значит, так само решение не принято, по-моему, 14-13-1. Аркомітет завершає право. Значить, тоді, господарство, нам треба просто, я пропоную сябрам працовної групи, які можуть просто ахвярувати своїм особистим часом, коли це можливо по помешканню. Тут вичерпати питання бюджету, запрошення регіонів і всього остального, що в працовній групі. Згода? Не питання. Голосуємо. Питання до всіх. У мене питання ось зараз, що мені писати у Фейсбуку. Писати, що аргкомітет погодився на пропанову горвиконкама проводити концерт і мітинг каля оперного театру. Ці аргкомітет відмовився від цього рішення, перенес рішення на кілька днів. Я вам скажу. Аркомітет створив перемовну групу. Аргкомітет підтримав. Аргкомітет вирішив відтягнути вирішення питання. Аргкомітет підтримав проведення концерту для оперного театру. Мітинга і концерт. Концерту для оперного театру і погодився вести перемову з владою. Проголосуємо, що аргкомітет справді підтримав. Не було такого голосування? Проголосувати за те, що працовна група буде представляти це питання у горвиконкамі. Але ж право про оперний театр. І правку про оперний театр. Можемо рекламировать. Там про оперний театр. Працовна група буде вирішена. А нам так давайте проголосуємо, що ми приймаємо ось Мы уже закрыли аркомитет. Нет, мы не закрыли оргкомитет, мы проголосовали за то, что працовная группа обязана настроиваться на митингу. Не глядя на фасисты, И концерте. для мітингу це складано. Розумієте, для СМІ складано. Працовний оргкомітет дозволив. Павел, никто не виноват, что голосовал супротив концерта. Да ви розумієте, що меседж треба людям дати, що ми погодилися з гэтим, ці не погодилися, людям просто. Вам треба було розібратися і голосувати супротив А концерта. зараз СМІ напише, що працовна група думала, але перенесли, але вирішили Это вы зараз им подсказываете, Павел. Нам треба чітко зараз рішити. Ми або підтримуємо це рішення, або ні. Павел, не треба було голосувати супротив концерта. Чего вы голосовали супротив концерта? Я пропоную на голосування. А кто голосовал? Я пропоную на голосування. Ну, голосовал супротив царской голосуйте за. Я прошу, мені пропоновано голосування. Одно питання. Кто проголосовал супротив? Ну, зараз же голосовал супротив.
концерт. Там же было за концерт. Нет, Вячеслав. Да. И я голосовал супроть вот этой дурости в пакете. А супроть концерта мы не голосовали. Там есть Треба концерт это перед- Калиопера. Да, Давайте есть еще раз концерт проголосуем. Калиопера. Да, давайте проголосуем. Дайте я сформулюю питання, по якому я пропоную проголосувати. Пропоную проголосувати по питанню, що ми підтримуємо пропанову Мінгарвиконкаму у проведенні... Нема у нас ніякої пропанови. Нема пропанови. Але ми не підтримали, ці підтримуємо, ці ні, ми не Вы проголосували. проголосовали за. Давайте решение и принимаем свое решение. Павел, еще раз прочитайте за то, что он не голосовал. Один Павел Он не голосовал. Я читаю еще раз, за что мы проголосовали. Ну, вы голосовали за концерт. Пункт умеешь подательные заявки в комитету с вариантами относно маршруту и места концерту и митингу для оперного театра. Ну вот за это же голосовали. Ну, 25 Але є другий пункт, де обов'язкове шестя. Вот Ні, я пропоную... Господарство, это принято. Комітет... Это уже принято. Это уже принято, я выбачаюсь. Павел, так ты ориентуйся на то, что... Там Господарство, Павел, написать можно просто. Написать можно просто. Написать можно вельми просто. Аргкомітет підтримав проведення мітингу і концерту каля оперного театру і доручив перемовній групі домовлятися про шесть формат концерту. Нет, вы уже проголосовали. Павел, я вибачаю. Я не виноват, что не зрозумел, про голосовать. Господарство, зараз давайте для того, щоб просто нам перейти в режим працівної групи, ми опошній раз проголосуємо комітетом, що ми доручаємо працівній групі вичерпати її, значить, порядок дня. А чому не можем мы проголосовать, что мы... Мы уже проголосовали. Мы за то, что працовная группа это будет вирішати. Мы уже проголосовали, Павел. За что? За концерт. Мы проголосовали, что працовная группа будет это обмерковывать. Нет. Мы не проголосовали. Працовные перемовные. Мы не можем голосовать, пока не пришли с перелом. Ні, так що ви не слухаєте? Подавать так, как бы это Меркурий. Послухайте, почекайте. Де-факто, все погодились, что мы подтримливаем, Оля Калиласка, давайте по через экран. Что мы подтримливаем перемовы пропановы Гарвиконкама по проведению митинга и концерта каля оперного театра, и одночасно мы пропонуем працовной группе провести пропановы перемовной группе провести перемовы как опроч этого митинга и концерту был еще мы сапраўды, Павел мае рацию, что мы за это формально не проголосовали. Если это потребно, можем еще раз. Значит, Павел, я прошу еще специально для господара Павла прочитать, супротив чего он голосовал. Потому что мы уже голосовали. Я не знаю, чому ви супроть проголосувати за те, що ми згодні з пропановою. Мы уже проголосовали. Нет. Вот почему ты голосовал супротив? Я не знаю. Я вас умоляю. Уже проголосовали. Все. Я конкретне питання. Вот конкретно ты голосовал супротив. Добре, господарство, у меня есть пропанова. Пропонова поставить на голосование. Все, ставь на голосование. Кто за пропанову Павла Белоуса? Кто за? Мы уже голосовали. Тримайте руки. Тримайте Давайте я руки. хочу свою господа. Вы против концерта? Мы уже проголосовали за концерт. Давайте я хочу пропоную, за яку проголосувати. Пропоную проголосувати за те, що аргкомітет приймає пропанову Нема пропанови. Нема приймає Можете взять, сказать слово Павлу. аргкомітет приймає пропанову, озвучену вусно, з подарунком всього. Уявляете, как это будет звучать? Дайте, пожалуйста, слово Павлу. Ну дайте Павлу. Пропоную проголосовать за підтримати пропанову, озвучену з подарунком Стусеву, а тим, що каля оперного театра відбудеться мітинг і концерт. Ось након гэта, тільки гэта. Это просто перегляд решения, якое мы приняли. Есть пропонова поставить на голосование. Есть пропанова поставить на голосование. Слухайте, почекайте, ну там А что голосовать мы будем? Вы уже проголосовали. Кто за пропанову Павла Белоуса? Это отменяет то решение, которое... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Кто супроть? Калилас.
Раз, два, три, 4, 5, 6. Господарство, дайте полечить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 голосов. Хто устримався? Раз, два, три, 4 голоси. Не пропонова. Господарство, наступная пропонова. Наступная пропонова, господарство. Наступная пропонова, сподаров'я. Доручить зараз працовний групі вичерпати свой порядок дня. Просьба застатися сябром працовної групи. Хто за той, щоб оргкомітет прийняв таке рішення? Працовна група зараз протягується. Хто за? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. За. Хто супротив? Хто устримався? Один заду. Ззаду 1, 2, 3. Дякую, господарство. Зараз, тоді поводле нашого рішення, застається працовна група. Я вельми прошу, сподаров'я, я вас вельми прошу. У мене зараз от жонка просто в роддомі, мені треба було їхати до її, но я зараз буду сидіти і займатися цим питанням працовної групи. Свідомо це роблю, тому що розумію, що єдність це вельми важливо. Просьба застатися усім, хто може застатися, сподаров'я. Добре? І працювати у форматі працовної групи, вернуть ведення Євгену Афнагелю. Можна? Давайте, можно 5 хвилин перепынок. 5 хвилин перепынок, господа. Видишь, что я могу так, если тебе будет нет, питання вже А что, парламент? Може взяти просто іншу гарнітуру. Там така просто Нарубленная такая, советская Добре, я пропоную Это еще нормально, это еще кончилось нормально. 3 годины просидеть. Причем тая колькость денег меняется расклад. Давайте вирішимо. Завтра я могу все поправить. І не поздно. Мы завершаем наш трехгодинный стрим, трехгодинную живую трансляцию з обміркування формату святкування 100-годдя обвяшення незалежності БНР. Паседжанне працягнецца у больш вузкім коле, у больш вузкім фармаце. Спадзяёмся, што нейкае рашэнне будзе прынята, і аб яго выніках вы абавязкова даведаецеся на сайце Радыё Свабода, а таксама у нашых далейшых эфірах. До сустрэчы. Нет, правда, у группы все равно есть мандат. Да, уже тяжко объяснить. На 8 человек.